уже время, как говорится, уже наступило. Даже прошло 2 минуты, и, наверное, пора начинать. Так. Значит, у нас сегодня присутствует депутат Государственной Думы Светлана Владимировна Овсентьева, присутствуют, значит, главы Москвы, общественники, да, городов и общественники. Да. Сегодня, значит, мы обсуждаем опять новую инициативу небезызвестных нам Илюша Снайпера-Шелудникова. Сегодня они уже, значит, написали, на сегодня написали они проект закона про самоуправление. Так, и для нас, в общем-то, ну, по крайней мере, для простых людей, которые не работают в эшелонах власти, это оказалось совершенно неожиданно. И не только в этом дело, дело в том, что принимается закон с очень большой, на очень высокой скорости. 17-го это будет рассматриваться в комитете документ. Да, потом на 17-го, да, заседание документ. Нет, 26-го Дума. 26-го будет уже первое чтение, это рассматривается в Думе. Закон на самом деле фундаментальный, и принимать такие законы фундаментальные, значит, имеющие огромное значение для села, вообще всей России, это, конечно, не есть хорошо. Ну, я не буду развивать эту тему, почему это так, что все. Так, нам сейчас надо, значит, уже как-то вот защищаться от, значит, негативных сторон при принятии этого проекта закона. Да? Ну, все вы знаете, что речь идет о том, что в уровневости Россия должна перейти на одноуровневость. В свое время Якутия примерно в 2002-2003 годах перешло на самоуправление. Сначала было принято самоуправление на уровне, значит, Ургуша, района, но потом, значит, под воздействием общественности и самоуправления перешло на уровень населения, и тем самым мы получили уровневую систему муниципального. Так, ну, как известно, вся Россия примерно пошла примерно по такому пути. Какое-то время, ну, начиная там с 17-го года, где-то еще раньше, начались эксперименты с организацией городских округов. Так, и вот на базе вот некоторых экспериментов предлагается проект этого закона. Вот для нас, для Якутии, это, естественно, очень имеет значение негативное, потому что в снегах у нас очень большие расстояния, большие площади, от строительного центра добираться до снегов иногда очень далеко и так далее, как все знаем, и поэтому самостоятельно это очень важный момент в нашей жизни. Да? Ну, вот я вот свои мнения не только мои мысли,
что это предложение экспертов, вот, еще, значит, кого-то, и это я как раз повторять этот текст я не буду. Сегодня давайте мы обсудим, будем, значит, об этом говорить. Сразу же я хочу, да, значит, предложение можно вот в письменном виде, вот, ну, конечно, будет выскажу, да, но тут у нас это записывается, но потом от него надо, сейчас мы должны работать на очень высоких скоростях, и поэтому нам было бы желательно прямо сразу же предложение, написанное на бумаге, там с ошибочными, в юридическом отношении, в юридической территории, это не надо, значит, бояться, но предложение в бумажном виде у нас, значит, есть. Так, и самое главное сейчас это предложение. Так, ну, сразу я хочу передать микрофон депутату Государственной Думы Сардану Владимиру Максимовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Не будучи уже на муниципальной должности, я продолжаю рассказывать людям, поскольку мы все с вами все равно будем земли, города и селах. Я прилетела в город Иркутск, на свою родину, в Иркутске, первую рабочую неделю проводила, поскольку очень важный законопроект готовится к рассмотрению, и один из них сегодня рассматривается в Иркутске. Этот законопроект очень беспокоит, поскольку есть многие положения, которые непонятны для меня, как будет реализовываться непосредственно на земле, и в особенности таких уникальных субъектов, как наш с вами республика. Несмотря на то, что законопроект действительно проводится, мы с Павлом Валерьевичем предварительно новогодний праздник обсуждали, есть оговорка про территории крайнего севера, арктические зоны и отдаленные районы, которые могут принимать положение. Вместе с тем для меня непонятно, почему они привязаны к вопросу завоза. Хотя, в принципе, 4 территории Российской Федерации, ну и так далее. Конечно, вопросы гибкости. Сегодня я имела встречу в администрации главы республики. Позиция там такая, что укрепление спальных образований будет больше проблемности. Мы с вами эту позицию слышали, ее не то, что понимаем, сколько воспринимается на следующий день, делает свои списки, свои положительные зоны. Очевидно, будем прагматичны, будем рациональны. Парламентским большинством, скорее всего, нет. Ну, такова давность по составу Государственной Думы 8-го созыва. Вместе с тем, у нас с вами есть возможность все-таки внести необходимые поправки, уточняющие важные предложения и дополнения к данному законопроекту. Как известно, юристы абсолютно хорошо это знают, делают на шаг, и даже отдельные предложения могут существенно ситуацию. Поэтому без понимания тенденции общих принятия закона, нам все-таки, конечно, совершенно правильно в документе, которые Иван подготовил, написано, что нельзя сидеть просто и проклинать новый проект, сидеть сложа руки, надо стараться вести. Поэтому исключительно важно для меня сегодня выслушать ваше мнение, получить затем предложение, как мы с вами отрабатывали по законопроекту о публичной власти, постараться внести поправки. Я, пользуясь случаем, хочу выразить признательность
общественному совету и Ивану Ивановичу Шамаеву за работу, которую мы совместно провели, когда обсуждался и готовился к принятию законопроект о публичной власти в Российской Федерации. Несмотря на то, что многие положения в книжном законе нас не устраивают, вместе с тем нам удалось внести 9 поправок. Это, конечно, сила того массива, который вносили это мало, но вместе с тем 9 поправок очень много. В частности, была принята моя поправка, которую я вносила по законодательной инициативе региональных законодательных собраний без требования предварительного заключения правительства Российской Федерации. И это, в принципе, важная поправка, которая была учтена в установленной системе нашей законодательной республики, которые понимают, что такое законодательная инициатива. Пожалуйста, правильно указали, если не будет исключения, смысл вообще не будет. Поэтому есть у нас положительные примеры, когда наши поправки принимались, очень есть платформу работу. Долго говорить не буду, я сейчас буду слушать вас, а не говорить и с разрешением Ивана Ивановича, 18 часов я вас покину, но вместе с тем я всегда остаюсь на связи, и все предложения, которые я не успею выслушать и принять, можно свои присутствие Ивана Ивановича. Спасибо. Так, значит, там плохо слышно, да? Вот если я так говорю, то слышно, да? Вот микрофон немножко так, расстояние держать. Слышно, да? На дистанции. Вообще, я предлагаю на сказать немножко далеко и говорить просто. Так, я даю микрофон Егорову Альберту Захаровичу, готовится Шевчуков Сергей Евгеньевич. Добрый день, коллеги. Александр Владимировна Дмитрович, администрация республики, скорее всего, управляется. Это и есть, наверное, ошибка, потому что управляемость территории – это задача государства. А задача местного самоуправления – это решение вопросов местного значения. Вот, поэтому я считаю, что у нас спор идет, спор идет обсуждение, спор идет на каком уровне все либо там два, либо сколько объединяется по историческому, скажем, развитию и создают спального круга. Здесь, конечно, вопрос есть такой, что закон, некоторые главы нового законопроекта вводятся в действие с 1 января 2023 года. Но идет, опять же, заблуждение, что переходный период большой, и за это время мы можем определить. Вот как раз какие-то вещи мы можем упустить. Потому что вот какие-то городские округа, какие-то отдаленные поселки хотят вот, население само определиться и создать муниципальные округа. В этом случае инициатива населения должна поддерживаться. Есть процедуры, вот на самом деле многие субъекты уже, некоторые уже эту работу начали в 2014 году, активно вот последние годы. Многие субъекты уже реформу муниципальную уже закончили. Пермский край, Ставропольский край уже давным-давно создали муниципальные округа, они уже на сегодняшний день готовы к введению этого закона. А мы можем упустить. Но 131 закон на самом деле уже разрешает создавать муниципальные округа. Допустим, теоретически, если с завтрашнего дня, пользуясь правом, который составляет 131 закон, действующий, они будут создавать муниципальные округа,
то вопрос станет, в этом году они должны принять решение соответствующее, либо это будет местный референдум, а на районном уровне это решение депутатов. Потом это организация выборов на местах, то есть создание органов муниципального округа, это выборы главы представительного органа. После этого регистрация нового муниципального образования в реестре муниципальных образований. Это нужно все до 1 января 2023 года. Если мы, скажем, муниципальное образование не воспользуется, то, скорее всего, скажем, с 1 января уже будет создание муниципальных округов на уровне районов, потому что в законе в статье 88 прямо об этом указано, но есть оговорка, что при наличии согласия населения. Но по действующему законодательству изменение границ муниципальных образований требует принятия закона субъекта. То есть имплемент должен принять закон об изменении границ конкретного муниципального образования. Готов ли имплемент поддержать инициативу муниципальных образований? Какой вопрос? Готовы ли представительные органы муниципальных районов поддержать инициативу муниципальных образований? Я приведу аргументы, почему нужно рассмотреть вопрос создания муниципальных округов уже внутри действующих муниципальных районов. Ну, во-первых, закон прямо в статье 4, часть 9, говорит о том, что административное территориальное деление и муниципальный район — это разные понятия. Не надо путать. Вот. Есть постановление Конституционного суда 2005 года, где также говорится о том, что муниципальный район и административно-территориальные единицы — это совершенно разные понятия. Вот в моем понимании, да, на самом деле мы можем рассмотреть вопрос, вот Михаил Семенович Сальников присутствует, он уже давно эту идею, скажем, озвучивал, да? На уровне районов мы можем оставить государственную власть. Потому что вот в законопроекте, это статья 32, часть 2, да, те полномочия, которые сегодня решает районы, это на самом деле передаваемые полномочия, которые может субъект оставить за государственными полномочиями. Это как раз контроль за территориями, управляемости территорий. Это вот здравоохранение, образование, даже здравоохранение у нас к субъектам относится. Но очень много вопросов. Еще скажу аргумент против, если мы очень большую полномочия сконцентрируем на уровне муниципальных округов, это очень много полномочий. Представьте себе, вот у нас летом проблемы сейчас пожар, зимой у нас сейчас проблемы с собаками. Вот глава вот будет заниматься только решениями этих задач. Он от прокурорских представлений будет только отписываться. И жалоб граждан. Вот представьте, Мегино-Кангаласка, 32 населенных пункта и 1 глава. Он за всем районом не сможет, за каждой собакой. Поэтому еще вопрос. Вот, очень много у нас в последнее время проводится, вот, допустим, есть федеральная программа по развитию сельских территорий. Все мы знаем. У нас каждый населенный пункт участвует в этой программе. Сейчас закончу. В этой программе участвует. И сейчас идет инициатива населения. Каждый населенный пункт, пусть это по сельскому хозяйству, культуре, делает свою инициативу, участвует в федеральных программах, в республиканских программах. А представьте, 35 районов, и из каждого субъекта, скажем, района примут одну заявку. И тогда населенный пункт будет в своей очереди ждать 30 лет.
чтобы построить там детскую площадку, построить там спортивную площадку, построить ФАП. Поэтому вот многие субъекты, они, вот Москва, Московская область, из 300 муниципальных образований, они где-то вот 68 оставили, ну в 3 раза. А мы готовы с 400 перейти на 35. Я считаю, что хотя бы половину оставить или треть оставить из 400. Поэтому мое предложение, да, по законопроекту, в целом, по первому чтению у меня предложений нету. В принципе, закон, ну, реформа нужна, я считаю. Вот. И вопрос, как мы к этой реформе готовы, этот вопрос. У меня предложение вот, по статье 88, это надо удлинить сроки. Например, то, что вот 21 января 23 задвинуть на 1 января 24, то, что до 1 января 28, до 1 января, потому что время пока-таки мало. И в целом нужно долго обсуждать, наверное, закон, не как законопроект, который приняли за 2,5 месяца по публичной власти. Больше дать времени на обсуждение, потому что 16 тысяч муниципальных образований, вот, а субъектов всего 80. Надо выслушать, наверное, все муниципальные образования в России. И нельзя сравнивать там Ставропольский край и Республика Сибирь. У нас другие расстояния. Какое предложение? Ага, спасибо. Махтар. Значит, будет помогать мне Богатуев Семен Морович. Он скажет несколько слов по вете. Добрый день, друзья. По ведению собрания, да, значит, у нас Zoom подключены достаточно много людей, поэтому надо будет говорить четче и быстро формулировать свои мысли. Для этого мы устанавливаем регламент 7 минут на выступление. У нас время ведения собрания пока не ограничено, потому что после того, как мы всех выслушаем, можно будет обсудить еще раз интересные предложения. Но предложение такого рода, да, есть направление ввести поправки в этот законопроект, это одно направление. И второе направление, скорее всего, это будет в основном обсуждаться, это внутриреспубликанские дела наши, да, вот по МСУ. Как будем переходить, каким образом, когда и каким количеством. Вот. В этих двух направлениях обсуждения. Поэтому просьба формулировать мысли сжато и четко, потому что секретаря нет, еще раз повторяю, мы записываем с Иваном Ивановичем сами. Так, Сергей Леонтьевич, пожалуйста, передайте. Здравствуйте, уважаемые участники собрания. Да, меня зовут Челиков Сергей Евгеньевич, исполняющий обязанности главы муниципального образования города Лёкнинска-Лёкнинского района. Значит, моя основная цель — это рассказать, что сейчас происходит в Лёкнинске, ну и скажу свое предложение. Значит, у нас с весны 2021 года уже идет попытка преобразования нашего города, попытка ликвидации городской администрации, слияния с районной администрацией, попытка отмены прямых выборов главы города депутатами городского совета и районного совета. Мы, в принципе, все отбились на протяжении всех этих месяцев, отбивались. На публичных слушаниях 25 декабря горожане, жители города Лёкнинска категорически высказались против этой инициативы большинством голосов на публичных слушаниях. Но у нас депутаты не останавливаются на этом. На тайной закрытой сессии они решили назначить новые публичные слушания, которые мы сейчас пытаемся оспорить, и судебные тяжбы, и
заявления жителей в прокуратуру подали. В общем, Алепинск уже с этими нововведениями пытается бороться. Вот. Что касается дальнейшей нашей вообще судьбы. Сейчас инициативная группа из числа горожан вышла с инициативой на городской совет депутатов о проведении референдума о создании городского округа города Алепинск. Объясню почему. Все-таки у нас есть в республике исторические города. Это вот Алепинск, Нюрба, Вилюйск, Среднеколымск. Это города, которые хранят не только историю свою, но и историю вообще становления нашей республики. И просто взять и обезличить такие исторические города, слив это в один муниципальный округ категорически нельзя. И мы сейчас уже начинаем, как вот было предложение, о создании городского округа. Я надеюсь, уверен, что главы других городов республики тоже поддержат эту идею и начнут тоже вот это вот преобразование с муниципального образования на городской округ. Также я буду говорить именно про Алепинский район. В Алепинском районе 23 муниципальных образования, порядка 50 населенных пунктов. И сегодня, буквально час назад, закончилось совещание глав Алепинского района, на котором принято решение, что если все-таки мы приходим к этому закону, и Алепинский район просто-навсего разделится на порядка 7 муниципальных округов. Потому что у нас исторически уже есть примеры, когда и Южный Куст был Токинским районом, отсоединялся от Алепинского района. Мы пройдем к этому. И вот мое предложение, я вижу, депутаты Алтумена сидят, при рассмотрении этого закона уже сейчас, как мне кажется, необходимо собраться не в скопе со всеми районами, с главами районов в один день, в одно время, а сделать хорошие рабочие комиссии, собраться отдельно с каждым районом, потому что каждый район нашей республики уникален, и каждому району нужно подходить совсем с другой точки зрения, изучив особенности, изучить то, как исторически сложились населенные пункты в этих районах. Поэтому мое предложение будет такое: собраться районами, пригласить всех глав и четко это обсудить. Потому что сейчас, если мы приходим к тому, что мы образовываем, допустим, в Алепинском районе, это порядка 7 муниципальных округов, ну и городской округ города Алепинск, то не совсем понятно, что станет тогда с администрацией района. Тогда, получается, муниципального района уже не будет, как эта вся структура будет. Я думаю, поэтому прошу вот эти вот расширенные заседания с Алтуменом, с представителями глав поселений, с представителями глав районов сделать. Нас не так много, поэтому недельку хорошо, плотно поработать и какое-то решение совместное выработать. Спасибо. Спасибо, уложился в регламент. Так, Иванов Александр Игнатьевич, мэр города Нюрба. Добрый день, коллеги, участники сегодняшнего совещания. Так, уже представили, Иванов Александр Игнатьевич, глава города Нюрба. В муниципальной службе я уже 9-й год, да? До этого был главой маленького поселения Жархан, так что я могу говорить от имени 2 поселений, да? Города, административного центра и маленькой деревни. То, что закон это будет принят к марту месяца, это ни для кого не секрет, это для этого и делается. Не зря они в декабре перед самым Новым годом вносили этот законопроект, чтобы обсуждения такие громкие, долгие не проходили. Это всем очевидно и все это понимают. Сейчас стоит вопрос о том, что в каком виде он будет принят, с изменениями или же как публичная власть, закон о публичной власти почти без изменений, и как себя поведет наша республика и наш Тюмень. Вот здесь самое главное. Не буду останавливаться, как это все плохо, а это плохо, потому что обезличивая, обезглавливая население, оставлять то, что мы нажили за эти короткие 16 лет 2005 года, то, что мы приобрели, как за это время наши поселения заброшенные превратились в более-менее развивающиеся местности, это никому рассказывать не стоит. Последние 15 лет только в поселениях начали строиться хорошие школы, спортзалы, клубы.
Это все наши достижения, которые мы приобрели за 16 лет. Я как житель Жархана говорю, что было уже до 2005 года, когда и до 1987 года, когда наш Жархан был отделением, обезглавленным, обезличенным отделением, когда 8-летняя школа, своего ФАП, там ничего нету, и люди просто уезжали учиться в другие места. То, что с принятием этого закона 23 года у нас поселения будут вымирать, это однозначно. Почему я так говорю? Потому что мы с главами очень много ездили по другим регионам, скажем, Башкортостан, Татарстан. Они уже в свою очередь ввели уже в каком-то другой форме, но ввели вот эту структуру одноступенчатую уже у себя. И к чему они пришли к нашему приезду? Мы были в двух районах, это Татарстан-Мамадышский район и в Башкортостане, я не помню сейчас какой район, встречались с главой поселения. Глава поселения состоял из 2 человек, это глава поселения и управ делами. Бюджет 2,5 миллиона рублей. У них клуб. В полномочиях ни ремонта дорог, ничего нет, просто содержание клуба. И раз в 3 года глава района, видя того, что средств нет, на ремонт клуба отдал 500 тысяч. И они это вспоминали 3 года. И говорят спасибо главе нашего района, что выделили такие средства. И такое будет у нас. И к моменту нашего приезда 5-6 поселений уже потеряли 90% своего населения и объединились в одно поселение. Если раньше вот эти 5-6 поселений численности 6 тысяч человек были, к нашему приезду было уже 800 человек. К тому мы сейчас и идем. Мы просто-напросто наши села оставляем одни без участия вообще общественной жизни и оставляем без средств на существование с принятием этого закона. Мы это все видели, и потому с 2016 года мы уже главы, когда приехали на стейк, уже все начали рассказывать, что такое не может быть у нас в республике. Но недолго мы говорили, 5 лет прошло, уже к этому двинулись, уже в виде федерального закона. И самое то, что нас тревожит, это то, что в 2023 году этот закон уже вступает в силу. Хотя говорят, что переходный момент есть, но если вчитаться в закон, с 2023 года никакие выборы уже не будут проводиться. И поселения, они автоматически будут входить в состав района. И если срок полномочий главы района заканчивается или представительного органа заканчивается, этот район автоматически превращается в округ. У нас нету 5 лет переходного момента, на самом деле. Мы ставим на алтарь управляемости, да, будет управляемый, будет назначаться, будет сниматься главы, все будут друг друга слушаться и кивать в сторону, потому что назначенный руководитель территориального отделения местной администрации, он особо ничем не будет ведать. У него будет смета, которую он будет доказывать, ему откажут, и все, он будет кивать на сторону района, то есть округа, а округ, в свою очередь, будет кивать на Эльдархан, потому что если он неправильно что-то сделает, его просто по новому закону снимут. Недавно мы встречались с главами Кневлюйски. Понимания этого закона никого не было, даже у глав, которые работают в этой плоскости. Да? И мы пытались обсудить, к чему все это мы идем. И сделали три таких направления, как мы хотя бы себя обезопасить в краткосрочной перспективе. Мы хотим, чтобы вот этот закон с 23-го как-нибудь не вошел в нашу жизнь, да, потому что, вы помните, в 1995 году мы приняли закон о местном самоуправлении, а республика приняла его только в 2002 году. 7 лет мы изучали и смотрели, к чему это все приведет. Я считаю, что в те времена наше руководство республики поступило очень мудро. А сегодня у нас идет такая тенденция, что даже до вступления закона в силу в 2023 году, в этом году ЛТМ у нас намеревается принять уже свой закон, чтобы уже, будучи неподготовленным, входить в вот эту зону, когда вся система муниципального образования, муниципального местного самоуправления будет меняться и ломаться. Вы понимаете, что поселение, вот город, скажем, это хозяйство, да, это вот физическое лицо, своими земельными участками, своими богатствами, машинами, балансом. И передача того же земельного участка тому же району занимает на сегодняшний день год, полтора-два.
И как вы это видите, если мы сейчас на части поселения убираем, район входит, да, ему хорошо, он главный, все решает, но он что будет решать? Земельные участки еще не переданы, баланса нет, кто-то будет этим управлять, бюджета нет. У нас на сегодняшний день не подготовлен фундамент вообще этого перехода на круга. Так что наше предложение так сделать в республике, чтобы этот закон максимально растянуть, и ведь за это время мы подготовились к этому. Уже приняли свои бюджеты, какое-то изменение в бюджетный кодекс, территориальные какие-то законы надо будет менять, потому что на сегодняшний день многолюдность. Семенович, глава Ветряневского области, предложил такой вариант. Провести в этом году все выборы муниципальных образований и представительных органов, чтобы у нас была возможность 5 лет изучить этот вопрос. Я знаю, когда я стал главой маленького села, я помню, в 131 ФЗ каждый месяц приносили изменения. А когда вот этот закон мы перейдем, вот этих изменений месяц будет по 5, по 6. И прокуратура у нас будет требовать каждый раз вот эти изменения вводить. Потому что закон, как мы прочитали, очень сырой и не подготовлен для наших условий. Там очень много предпосылок, которые, в принципе, наши депутаты Госдумы могут проталкивать в виде арктической зоны, зоны крайнего севера, но на сегодняшний день мы понимаем, что это будет без толку. Друзья мои, давайте сейчас объединим наши усилия и на алтарь качества жизни наших людей не будем ставить управляемость. Вот это мой призыв. Да? Депутат, сейчас на краю угла я понимаю, что стоит депутат Тюмени. И давайте вот так обсуждать, уже сидеть с народом, уже обсуждать, потому что до населения еще не дошло. Что предстоит им жить, какие изменения будут, куда они будут ходить, обращаться, как они будут поступать, где они будут деньги просить. И вот это до народа еще не дошло. И как наш село Игржа, который 9 месяцев только проходимости приезжает на поселение, как они будут управляться, как они будут работать вообще. Так что мы должны внутри республики сперва понять, к чему мы идем и как мы должны работать. После этого только вводить действие этого закона в нашу республику. Спасибо за внимание. Так, Михаил Семенович Санников. Где? Он еще и тут тура на телевизоре. Так. Вместе с Тенерите Бара. Михаил Семенович. Кумалами. Добрый день. Ну, происходит по вопросам самоуправления координации изменений в Российской Федерации. В чем они заключаются? Мы все знаем, когда был принят 131 закон, сперва был одноуровневый на основе, на уровне поселений. Потом как бы они почувствовали, что тяжело во всех этих губерниях, областях, краях, республиках создавать поселения и законодательную власть. Придумали муниципальный район. Вот мы на этом плоскости находимся, и вдруг оказалось вот это закон и переходят вот в закон, который мы обсуждаем сегодня. Поэтому, то, что принимает совершенно другой закон и по содержанию, можно считать без привлечения, что самоуправление за эти годы в Российской Федерации не состоялось. Поэтому переходят на другую плоскость и предлагают создавать городские округа и муниципальные районы. Я сперва разделю свое выступление, вашего позволения, на две части и сперва пройдусь по статьям, сколько я смог ознакомиться. Часть 9 статьи 4 противоречит части 9 статьи 10. Что это означает? Вот статья 4 части 9 гласит таким образом. Муниципальное образование является административно-территориальной единицей.
Статья 10 первой части говорит, что территория субъекта Российской Федерации разграничивается между муниципальными и городскими округами. Но это касается чисто наших субъектов республики. Поэтому здесь явное противоречие. Вот законодатель, когда будет принимать в первом чтении, должен уделить на это внимание. По преобразованию муниципальных образований статья 12. Тут тоже дается много полномочий, но как будет преобразовываться, 131 был там, находился, а здесь нет, просто пишут, что могут преобразовываться. Как будут создаваться городские округа, муниципальные районы, в законе, проекте закона конкретно нет ничего. Статья 14. Структура органов местного самоуправления, по наименованиям ссылку дают на традицию, исторические традиции. Вот мы этим можем воспитываться и при наименовании муниципальных и городских округов в этом воспользоваться и как бы себя обозначить, что мы национальная республика. Статья 15, часть 6. Вот в этом нашей племен, законодатель нашей республики должен работать, на мой взгляд. Думаю, что я не ошибаюсь. И тут говорится таким образом. Численность депутатов представительного органа городского округа, муниципального округа определяется, надо написать, законом субъекта Российской Федерации. Они норму дают, вот, начиная от 1000 человек. Как бы вот два автора свои усилия не прилагали, они за всю Россию не могут как бы видеть, как надо формировать городские округа и муниципальные округа, например, нашей республики. Поэтому вот этой норму надо ввести. Тут Российская Федерация, как законодатель, не должен норму указать. Со скольки человек, сколько депутатов. Это должен быть прерогатива чисто субъекта Российской Федерации, в том числе Республики Саха-Якутия. Так, статья 19. Как бы они в этих 89 статьях ничего не говорится, что как соединяют они в этом законе публичную власть. Только одна статья говорит. И законодатель, авторы говорят, что это новелла. Они в своем проекте предлагают, что глава может, в том числе там муниципальные выборы, представительные органы, и глава республики должен предлагать из нескольких человек главу республики. Но эта норма совершенно не нужна, на мой взгляд. Это чисто самоуправленческая структура. И почему глава республики должен, например, Алеке предлагать кандидатуру из числа тех или иных граждан? Это, если самоуправление, должен через муниципальный орган, представителей, или через прямые выборы должен избирать своих депутатов и председателя, допустим, и главу муниципального округа или городского. Поэтому это не новелла, это будет трагедия или комедия, одно из двух. Но новелла никак. Так. Статью 18 Сардана Владимировна предлагаю абсолютно исключить. В этих органах не должно быть никаких партийных фракций. Это чисто самоуправленческая структура, и тут партии ни при чем. Могут выдвигать своих кандидатов от партии, но в представительном органе городского округа и муниципального округа не должно быть фракций. Это структура самоуправления, народная структура. Поэтому партию, я думаю, тут не надо подпускать. Независимо какая это партия. Парламентская или республиканская. Так.
очень такая статья полезная. Надо вот расширить и Племяну или Дархану надо обратить внимание. Статья 32 дает много полномочий. Павел Валерьевич. Эту статью надо сохранить и еще расширить. Начиная энергетики, коммунальных хозяйств. Муниципальные районы могут сами заниматься. Если бы время позволяло, я бы рассказал, как христианский наслед Лена Каркалашского Руса, Альберт Захарович, когда создавал муниципалитет на уровне наследа, бюджет увеличится от 18 миллионов до 48, а потом 52 миллиона. Вот что такое полномочия, когда передают все полномочия. Так, ну, что долго не говорить по закону, сейчас я закончу, перейду на организационные моменты. Вот статья 50 статья. Ну, я думаю, как гражданин Российской Федерации, эта статья как бы предназначена для заброшенных сел, где мало, мало людей осталось, одни старики безработные. Поэтому староста пионер, на это не надо обратить нам, нашим очередям, районам не надо обратить внимание и не увлекаться назначением староста. Это надо отбросить. Когда будет приниматься республиканский закон, это надо отпустить. Староста нам не нужна. В любом уровне. Так. Статья, часть первая статьи 61. Тут в проекте пишут авторы этого проекта, что экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальное имущество, в общем собрании. Ну, здесь должно быть и земли сельскохозяйственные, если не в сети. Тут должны быть водные ресурсы, лесные ресурсы. У нас есть начальная сила, где топят дровами. Ну, почему лесные ресурсы не должны быть собственностью, хотя бы частью? Питаются от водных ресурсов, от озер, от речек. Почему не должно быть? Поэтому, когда будет приниматься этот закон, наши депутаты Государственной Думы должны настаивать этой статье и расширить возможность этой статьи. И последнее. Вот когда проходило совещание, вот 3 дня тому назад, я с 11 часов не участвовал, а потом, когда мне подсказали, что идет по Zoom совещание Брюсской группы района, с 3 часов участвовал, и Александр Игнатьевич затронул. Там в основном говорят, что понятия такие. Вот Александр правильно говорит. Еще не только дошло до населения, но и не дошло, в какой структуре мы живем, работаем. Даже у глав населенного муниципального района. Все говорят, мы улус, мы наслед. Это обобщение сегодня. Есть поселение и есть муниципальный район. Урезанными полномочиями. Абсолютно нет улусов и так далее. Я для примера скажу, что, допустим, у меня на Каркалашском улусе в Пестяке есть магазин Манчак. Когда человек впервые приходит сюда, думает, что это муниципальный район. И заходит, там совершенно люди другой национальности. И начиная с здания, и товаров это совершенно другое. Поэтому вот муниципальный район, это не улус. Когда говорят Великокаркаласский муниципальный район, Амгинский, Нюрбинский, это только вывески. Вот этого вот уходим сегодня на городские округа и на муниципальный район. Поэтому вот начиная наименование и по полномочиям мы должны работать с Иртымяном и Дарханом. И по 88-му, когда вот тоже на этом совещании говорили, что да, надо избираться срочно до января 2001 года и спокойно существовать на тех должностях и на тех
поселениях, районах и так далее. Этого нет. Это не допускает этот закон. Когда будет принят в первом квартале, когда, допустим, один из ночлегов проводит, вот как Владимир Семенович говорит, избирается, и начиная, 1 января 23 года переходит уже на полномочия района. Поэтому это как бы самообман. Так можно не говорить, наверное. Но это законодательство, вот проект не позволяет. И никто не должен думать, ни главы населенного поселения и районов, что срок подошел, изберемся, и до января 2028 года спокойно будем работать. 88-я статья, часть 2, пункт 3, не допускает это. Поэтому надо самоорганизоваться и законом хорошо ознакомиться, и на основе этого закона будет приниматься, как бы хотим или не хотим, этот закон будет работать. Я сегодня приветствую Алекну, город Алекну. Это начало. Если даже один район перейдет простым языком, будет дробиться на городской округ, на муниципальный округ, это уже заставит руководство нашей республики принимать закон о государственном административном устройстве. Им вынужденно будете вынуждать принимать закон республиканский согласно Конституции. Согласно 45-й статьи Республика Саха-Якутия будут создаваться государственные структуры. И они будут руководить, влиять как органы государственной власти на самоуправленческие структуры, городские округа. И свои предложения мы будем вносить на это. Все вопросы будут через них координировать. И последнее, хотя вот регламент я нарушаю, это ясно, я понимаю, но перехожу на организационный момент. Мы не должны только вот уткнуться носом на законопроект, должны организоваться. И не надо ждать, когда вот Демьян или Тархан будет этим заниматься. Вряд ли они этим займутся коллегиально. Что мы должны делать? Вот Алекова правильно поступает. Город Якутск. Мы должны как бы хотя бы на уровне птичьего полета всю республику должны как бы видеть на основе этого законодательства, этого проекта. По Якутску что должны делать? Посчитать плотность населения согласно этого закона и отпустить на свободу, на Катассы, Тулагина, Маган и так далее, и так далее. Мы этим должны заниматься. Вот Алекма правильно поступает, и Нюрба должен так поступить. Организовать городские округа, тем самым заставить самоорганизоваться, создавать муниципальные округа других населенных пунктов. Я скажу, что мы этим добиваемся. И этот процесс должен дойти до Неринга. Неринг должен сидеть только на своей территории. Город Ленинск, город Мирный. Все города должны перейти на городские округа. Этим что мы добьемся? Целостность Республики Саха-Якутия. Вот здесь я вот говорил, когда вот по статьям свое видение высказывал. По преобразованию ничего не говорят, но если мы, как вот в Львивской группе и как законодатель говорит, один муниципальный район перейдет целиком только на одну сторону, и по преобразованию будут приниматься другие дополнения и изменения. И что станет республикой, только гадая. Заканчиваем. Мы сперва должны
внимание уделить арктической области. В конце я скажу, самая статья такая, грозная статья 84. Этот закон, вот, у меня подходили люди и звонили мне. Вот выступаешь, я вот уже 4-е или 5-е мое выступление техники было. Они говорят, вот этот закон лучше, чем 131. Чем лучше? Дает многие полномочия. В каждой главе по 8, по 10, по 12 полномочий субъектам дают. Но 84-й статьей они отсекают напрочь вот то, что они дают. Даже они говорят, записали в законе, они говорят, что для субъекта Российской Федерации могут приниматься законы Российской Федерации. Российской Федерации. И по другим вопросам тоже. По арктическому МУСа они могут отсечь одним законом и сказать, что кроме этого закона будет другой закон принят Российской Федерации. И там будет принимать участие Республика Саха-Якутия или нет, еще под вопросом. Заканчиваем. Но я довольно долго говорю, но вы говорите, что после Зума останется, поговорим. Конечно. Да. Я Я доскажу свои мысли. Не Ага, досказал. конечно. Спасибо. Так, давайте так сделаем. Светлана Осентьевна, Владимировна уходит, так, и поэтому скоро будет уходить. И я думаю, несколько вопросов ей можно задать. Ну, мы не должны превращать это в пресс-конференцию, так, но тем не менее, мы должны максимально использовать присутствие депутатов Государственной Думы. У меня первый вопрос такой. Как вы считаете, Светлана Владимировна, насколько является реальным образование государственной власти в ГУВУСах, так, для того, чтобы мы не потеряли административно-территориальное деление, вот то, о чем говорит Михаил Семенович, говорит долго и пространно, так, вот, например, лично мне кажется, что это правильно, так, это правильно, но насколько это реализуемо и насколько это вот наши, так сказать, вот вышестоящие начальники могут воспринять вот такую идею. Идею такую я слышу здесь и сейчас. Она требует осмысления. Нет у меня сейчас готового ответа, конечно же. Но я думаю, что любые формы, которые будут помогать городам и селам реально развиваться, имеют право на обсуждение и рассмотрение. Вместе с тем мы сейчас с вами рассматриваем и обсуждаем законопроект об местном самоуправлении. Именно о местном самоуправлении. И, конечно же, как показывает история более развитых, скажем, в этом отношении, в демократическом отношении стран, именно сильное местное самоуправление является основой государства. Если мы пойдем по принципу организации территориальных управлений, но здесь вообще искажается сам принцип местного самоуправления. Вот, поэтому теоретически я полагаю, что для целей и задач государственного управления, вероятно, это было бы удобнее. И может быть, если я правильно понимаю исходный смысл вообще вопроса, может быть, надо называть вещи своими именами. Поскольку законопроект, который мы сегодня видим, построение жесткой иерархии власти, то здесь от самой сути местного самоуправления вообще мало что остается. Вот именно. Я правильно вас понимаю. То есть речь может идти о представительных органах. Вместе с тем, как правильно заметили во время обсуждения, количество депутатов представительных органов вряд ли стоит регламентировать федеральным законом.
поскольку могут быть свои особенности и так далее. И вот здесь, если мы видим по численности, там 25 человек на города там, свыше там, 500, там, Вообще да, поэтому здесь склонны согласиться. Поэтому вопрос носит глубокий, я сказала бы, теоретический характер. Если мы соглашаемся с вами на то, что можно говорить о внедрении территориальных органов государственного управления на территории муниципальных районов, образований, кругов, называйте как хотите, да, то это, в принципе, вообще как бы зачем вот тогда все эти страницы рассматривать. И второе, не относящееся к вашему вопросу, Иван Иванович, да, по организации городских округов. Мысль здравая вот в плане тех задач, которые мы перед собой ставим, сохранения, да, как таковых, но мы должны понимать, что городские округа автоматически выпадают из всех программ поддержки как сельских территорий, так и программ поддержки жителей сельских территорий. Это большая проблема, например, для городского округа города Якутск, где жители Хатасов, значит, села пригородные и других сел не могут войти в определенные программы и пользоваться мерами государственной поддержки. И данный вопрос я задавала на одном из пленарных заседаний министру сельского хозяйства, где получила безапелляционный ответ, что это не соответствует действительности и вообще все нормально. Но мы с вами знаем, что это не так, поэтому когда будете на уровне республики рассматривать и на уровне муниципалитетов отдельно рассматривать создание вопросов городских округов, прошу, коллеги, вот этот момент принимать внимание. Будьте очень аккуратны. И здесь не только дело в плотности населения, сколько вот именно во вхождении в разные программы. Так, Павел Валерьевич? Спасибо. Так, Константин. Тогда, Владимир, у меня потонула, наверное, история. Ну, помните? Да, хорошо. Почему вот город Якутск стал именно, выбрал, да, форму городского округа, да? Городского округа. Ну, это, по-моему, был 97-й год, да? Нет, 2002 год. 2002 год. 2002 год, когда уже, значит, на уровне местного самоуправления. Вот я почему этот вопрос задаю, потому что мы же сейчас на самом деле обсуждаем тему муниципальных округов, да? Когда создавали городской округ. Ну, Петр Васильевич еще был председателем комитета по законности в окружном совете города Якутска, да? Вот когда они принимали эту форму городского округа, речь шла о том, что в этих округах должно быть четкое, значит, дороги с твердым покрытием, да? Чтобы с одного края до другого можно было спокойно поехать, приехать. Если мы будем создавать на уровне районов муниципальные округа, на уровне районов муниципальных, никаких там твердых покрытий, тогда еще нету, ни водных, ни зимников и так далее. Вот поэтому критерий вот муниципального округа, но здесь я вот ни одного предложения в этом не услышал. В чем критерий муниципального округа? Там должно быть твердое покрытие. Исторически, ну понятно, исторически. Исторически вообще в республике было 4 округа в царское время. Вилюйский, Колымский, Центральный. Дальше. Так было. В царское время. Посмотрите, да, историю. Более вот, поэтому вот в чем критерий муниципального округа? Вот давайте отсюда от печки танцевать, а то мы начинаем, ну вот администрация главы Гурчика. Так, хорошо, пусть будет 35 округов, и мне по барабану. Я буду управлять. А если мы говорим о критериях, давайте это обсуждать. Спасибо. Не более 2/3. Нет, понятно. И Константин задает вопрос немножко о другом, не о количественных требованиях к созданию городского округа, когда 2/3, не более 2/3 должно быть там сельское там, население. Немножко не об этом, да, не об этом, а скорее вопрос, ну, скажем так, условно, агломерации. Агломерационные процессы, как они будут учитываться, на каком основании. Потому что в противном случае, поскольку здесь нет никаких требований, правильно ли я понимаю вопрос? Поскольку здесь никаких нет требований, мы с вами можем сейчас вместо, условно говоря, 400 наследов создать 400 муниципальных образований и вполне себе сидеть мило улыбаться. Закон позволяет это сделать. Тогда
В чем простота управления? Да? То есть и этой задачи государство тоже не достигнет. Вот об этом Константин меня спрашивает. Ну, Константин говорит о том, что если мы законодатель, инициаторы проекта стремятся к укрупнению и упрощению государственного управления, то должны быть критерии, чтобы не прошло дополнительного раздробления. Правильно я понимаю, Илья? Ну, давайте, значит, Альберт Егорович последний вопрос задает. Сардана Владимировна, у меня такой вопрос, предложение, да? Ну, косвенно связано с самоуправлением. У нас есть вот межселенные территории. Это в Ленском районе есть межселенные территории. И здесь вот, сказал бы, для республики, наверное, выгодно в границах населенных пунктов отпускать Битим, там, Пелиду и Битим вместе, Ленск отдельно, потому что на межселенных территориях у нас добывающие компании. Да? И налоги республика собирала бы с этих вахтовых поселков прямо в бюджет республики. И на сегодняшний день механизм такой, они образуют профицит, берет сперва, потом Минфин берет себе, потому что перевешающую часть в муниципальном районе Минфин республики должен забирать. Это принцип бюджетного законодательства. Вот интересует вопрос, вот у нас в этом году уже отчитались, там рекордный объем добычи угля, рекордный объем добычи золота, газ 12 миллиардов кубов, если раньше республика 1,5 миллиарда добывала. Вот. Внутренний региональный продукт 1,5 миллиона, 1 300 000 000. Вот вопрос, вот как депутат Государственной Думы, вы можете узнать, сколько все-таки с территории республики в целом бюджет, фискальная политика государства собирает налогов, платежей. Я считаю, самый большой объем, наверное, экспортная пошлина на нефть. Мы 15 миллионов добываем. В принципе, можно посчитать. Потому что Силуанов говорит, что государство забирает в среднем 33%. Если 1 300 000 000, то, наверное, с территории республики государства собирает 400 миллиардов. Мы себе оставляем в виде налогов 150. Но население хочет узнать, сколько с территории республики в целом государство собирает налоговых платежей. Вот, с добывающих компаний, с Министерства финансов, с налоговой службы, как депутат Государственной Думы. Нас скрывает эти суммы. Мы хотим знать. От регистрации нет, я скажу, это заблуждение. Да, есть, скажем... Я поняла вас. Да. Я поняла вас. Не в той части, в которой налоги остаются в республике, а в целом от деятельности предприятий. Можно попробовать такой запрос сформулировать. Я понимаю, что это не касается напрямую к теме нашего обсуждения, но тем не менее попробовать этот вопрос задать, но боюсь, что там какой-то коммерческой тайны и все на свете. Ну, попробуем, хотя это как раз та тема, над которой мы работаем, и посвятим, видимо, и 22 год, не хотелось бы идти в 23 по поводу налоговых маневров и увеличения собственной доходной базы субъектов, краеугольной. Что касается вопросов по закону, я их услышала, я их поняла, но моя фамилия не Ильшес и не Крашенинников, поэтому, соответственно, я от вашего имени буду их задавать авторам законопроекта для получения уточняющих ответов. Я правильно понимаю цель ваших вопросов, да? Были у нас значит, организации самоуправления в форме сетевой думы. Вот товарищ Крашенинников, который сегодня один из авторов законопроекта, да,
Он вообще в основе своих этих всех нововведений по местному самоуправлению законопроекте основывается на принципах улучшения Спиранского, Михаила Михайловича. Если он продолжит, а мы знаем, что это есть товарищи Гришенитников, так называемые кремлевские юристы, не приведет ли дальше так называемое реформирование к тому, что у нас будет не округа на уровне УНУСа, а будет Якутский округ. К этой категории. Когда они на практику увидят, что на снега не могут найти общее понятие, перейдут на так называемую родовую управу. УНУСа будет на уровне инородной управы, а республика станет округом. Вот надо бы узнать у товарища, какие перспективы по реформированию нашего муниципалитета. Спасибо. Никто нам с вами на этот вопрос прямо не ответит. И даже если они знают ответ на этот вопрос, значит, ответ будет отрицательный. Нет, нет, что вы, что вы. Вопрос задать можно, но он будет такой риторически повисеть в воздухе. Я предпочитаю задавать более-менее конкретные вопросы, но у меня будет, насколько я понимаю, предварительная встреча с Павлом Владимировичем по данному законопроекту. И в этой встрече я могу ему задать этот вопрос. Так, ну, значит, вопросы исчерпались. Может быть, Светлана Владимировна, есть что сказать? Ну, у Светланы Владимировны всегда есть что сказать. Вот. Но если говорить серьезно, если говорить серьезно, то мы, конечно, с вами находимся уже в 2022 году, который для нас год юбилей, столетие образования Якутской ССР. И вот эти все нововведения, конечно, нужно обсуждать, вот действительно, и Григорий Григорьевич прав, с оглядкой на историю, хотя прямое переложение прошлых исторических событий на реальности сегодняшнего времени, это, конечно, штука неблагодарная и непрофессиональная. Вместе с тем, если вообще речь идет об укрупнении, упрощении, объединении и так далее, то я несколько месяцев назад писала об последствиях укрупнения субъектов Российской Федерации. Вот здесь некоторые параллели, наверное, можно провести, когда укрупнение приводило к тому, что исчезала субъектность целых административно-территориальных образований, что в принципе вело к тому, что автоматически исчезают и строчки финансирования, автоматически они исчезают и переходят, значит, на ранг более, скажем так, низкий по иерархии, и поэтому в этом смысле любые укрупнения, они, конечно, влекут за собой для отдельных населенных пунктов возможность угрозу размытия. Ну и здесь, конечно, я бы еще вот коллегам своим, главам муниципальных образований, попросила обратить внимание и внести мне свои предложения, значит, нет, я себе тут отмечала, по отстранению от должности. Обратили внимание на этот документ? И если раньше избранный глава муниципалитета мог быть отстранен в силу виновных действий, доказанных судом, либо же там нецелевого расходования федеральных средств и так далее, то теперь здесь написано очень мило. Значит, неисполнение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. То есть за все. За все. Вот не исполнили вы какие-то вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, о чем речь, вот неизвестно. Кто у нас пойдет на эту выборную должность? И так, как бы, все, кто работаете, вы знаете, вот каким дамокловым мечом ходите, да? А теперь вот вообще не исполнили, все, до свидания. И следующее нововведение в этой же статье 21, значит,
Систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Друзья мои, вот по этому пункту сегодня можно отправить в отставку каждого главу муниципального образования. Согласны со мной, коллеги? Если в 131 федеральном законе четко прописано, что, значит, какие полномочия, и за неисполнение каких полномочий должен быть отстранен глава, если он лентяй и разлентяй, да, и с этим мы, в принципе, как-то привыкли работать, и мы с этим согласны, и для прокуратуры правила игры понятно, когда он носит специалист, то сейчас это все что угодно. Вот на это тоже прошу обратить внимание. И еще раз хочу поблагодарить за приглашение к этому диалогу, это очень важно. Но я думаю, что на этом вот обсуждение мое с вами, оно не заканчивается, оно только начинается. Я сейчас покидаю вас, но это не означает, что мы заканчиваем разговор. Иван Иванович, вот в том режиме, который мы с вами очень удобно выработали, когда вы аккумулируете все предложения, отправляете мне, и я оформляю их, значит, в качестве своих поправок и на пленарных заседаниях озвучиваю мнение муниципалитетов, то я считаю, что это и вам удобно для работы. Ваши голоса услышаны, ваша позиция будет озвучена. И мне для работы, конечно, это практический материал. Договорились? Да. Спасибо. Спасибо. Так, Агатуев Семен Морович. Так, я хочу сказать вообще, откуда все это идет, оптимизации местного самоуправления. Попытаюсь сказать, куда она нас ведет, на мой взгляд. Значит, первый этап, на мой взгляд, была оптимизация федеральных органов, это налоговая инспекция, федеральные другие органы, ветеринарные, санитарные и так далее, которые стали межрайонными. То есть они раньше, если были в каждом районе, сейчас они, допустим, в Заречном, там, Мае, в Истяхе, либо еще вообще в других местах они закрывают офисы. Потом второе это оптимизация, помните, образования, медицины, закрытие некоторых школ, уменьшение количества врачей, учителей и введение так называемых фельдшерских акушерских пунктов. Это тоже в этом направлении. Ну, и между вторым этапом и третьим, который мы сейчас обсуждаем, мы принимали, вернее, я не голосовал за это изменение Конституции, где было введено юридическое понятие публичная власть, которую мы сейчас сегодня обсуждаем, вот, в числе прочего. Ну и сейчас вот третий этап, я понимаю, что это идет реформа местного самоуправления, то же самое идет уменьшение количества самих органов управления населением, самостоятельности местных властей и так далее. Ну и четвертый этап – это урбанизация всей российской территории, освобождение свободных территорий и так далее. Кто-то сейчас из вас сказал, что города должны уходить с собственными территориями. Сейчас разговор идет о территориях сельских поселений и городских округов. Они простираются не дальше 500-600 метров или там, пару километров. В некоторых случаях остальная территория остается как бы не местного самоуправления. Пока я так думаю. Что можно предпринять? Сейчас, допустим, один из наших докладчиков предложил провести выборы глав и местных, и районных в этом году, чтобы успеть до 31 декабря этого года, чтобы попасть под так называемый коридор времени до 28 года. Этот вопрос стоит очень тщательно изучить, потому что это на первый беглый взгляд и ознакомление с этим документом, проектом, это дает возможность
местным поселениям и районам руководствоваться прежним законом 131 и дожить до 28 года. Этот вариант я думаю, что, надеюсь, это будет основным нашим ответом на выведение. И что опасно, есть упоминание о том, что муниципальные округа должны иметь однодневную транспортную доступность. В нашем случае это трудно реализуемо в большинстве районов. Допустим, Кангаласский разделен рекой Лена, в период ледостава и ледохода лишается возможности сообщения. Группа вилюйских улусов по обе стороны реки. То же самое, они теряют предписанный законом однодневный доступ. И тут появляется возможность заречным населенным пунктам собраться и сделать свой муниципальный округ. Это раздробление административно-территориального отделения республики, увеличение так называемых районов. Я так думаю, мы должны вот только это обсуждать, а не гипотетически полемизировать с Крашенинниковым и Клишесом. Потому что я вам до этого сказал, ход действий федеральных властей достаточно четко просматривается. Это ход действий ведет к унификации, унитаризации государства, и мы в этом русле двигаемся. Мы можем только внутри республики какие-то защитные действия предпринять в рамках тех возможностей, которые нам оставляют бреши и дырки этот законопроект, и использовать это. Поэтому я призываю далее, кто будет выступать, более продуктивно и не обращаться напрямую к Клишесу и Крашенинникову с такими гипотетическими поправками. Спасибо. Так, Губякин Прокопий Петрович, без головы. Белемненер, Ксенофонтов. Дорогой, то посмотрим, по этим мактанавым, по баймас, то бейбу билингтон республика төвшис тос бахалык бараттан хеттон брыгана тетен бейн толырик жем болабыт, оларны болото по байманавыз, махаммагарыбыз, бамхайын мес бұжындатон бары жемдері таппыттан көрбет істебет аға бір көндікті жемік болағат, онан бұл бүгін күнге бұл соқуыны күйліге кепсейті абырға мақтанабын. Мен бұл амалуыттан кірен ұрыбын, әместелегі бағалығыбын, біреген бұл аммаға қалбыт әдер болды. Ғылавалы бағалықтар. Аммар оғылаттым республика бараты нәйттері бұл бүйен кетей олырыбыт. Дальше перейду на русский язык, чтобы не нарушать данный регламент. Все в республике сейчас с волнением и с трепетом следим за событиями данных обсуждений. И сейчас, много кто сейчас, честно говоря, не читал данный закон. И все в основном, там закон имеет 10 страницы, и в основном следим за тем, кто их читал и кто их как толкует. И депутаты, я знаю, что Павел Ильич читал, и многие здесь в основном читали, и мы вам доверяем, и, конечно, мы читали, но пояснение там закон состоит из многих аспектов, и, в общем, сейчас я думаю, что общественность и сегодняшняя наша республиканская региональная власть сегодня сегодня АГИП представляет департамент НСУ, и думаю, что мы должны сейчас услышать и сторону власти, думаю, и в конце
в итоге, ну, не только сегодня, и в течение всего года, и сначала переходного периода, это 23 год, чтобы уже принять самое верное решение, чтобы, конечно же, в итоге защитить интересы наших жителей. Сахалар интересы Кемскян, и Кутук, Хорохторолох чолга бана хантер кулумагана. Колора бусугака переходе перекамана хоряла. Полномочия органов местного самоуправления поселения, срок полномочий которых истек, переходный период исполняется органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. И когда это фидбак сказал, но путем дело легкий. Чолга Так, тут Павел Валерьевич, Павел Валерьевич, как будто коллег тебя тогда. Мактаб, дорогие друзья, вот когда я выступил в соцсетях со своим толкованием закона, ко мне обратились очень многие главы УСов и наследников, и мои же коллеги-депутаты, да, и говорили: ты за то, чтобы у нас появились городские округа и муниципальные округа на территориях УСа, ты за то, чтобы УСы исчезли? Я сказал так: меня избрали депутатом, и я должен толковать законы, проекты законов, которые идут. И я рассказываю о том, что я понял, читая этот проект закона. Первое – это то, что административная территориальная единица, то есть вот Улус район, да, он остается. То есть данный закон не затрагивает реформу, административно-территориальную реформу. Она затрагивает только муниципальное образование. В принципе, в той статье, где указано, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей, можно было бы добавить, что она не является самостоятельной административно-территориальной единицей. Почему? Потому что она входит в состав муниципальной административно-территориальной единицы. Это вот первый момент, да? Второй момент. Очень много звонков было по тому вопросу, как главы звонили и говорили: я что, буду староста на общественных началах? Я всем говорил: ребята, ну, значит, там староста есть и в старом законе, 131 ФЗ, где указано, что на общественных началах, вот как это Михаил Семенович сказал, да, но у нас будут обязательно территориальные отделы муниципальных образований. То есть это однозначно, мы это будем делать. И в самом законе, в республиканском законе, мы это обязательно укажем. Потом, что касательно городского муниципального округа, да, чем отличается? Все мы, в принципе, знаем, что город Якутск образовался по 131-му, но на данном этапе уже идет в Российской Федерации идет обратный отток. Городские образования переходят в муниципальное образование. Почему? Потому что там уже критерии появились по территории, критерии появились по проживающим городах. А что касательно, чем отличается городской округ от муниципального образования, вот в этом законе, да, там четко написано, что городские округа – это город, поселки городского типа и иные виды городской агломерации. Только они имеют право создавать городские округа. Вот, допустим, в Верхневлюске не появится городской округ, потому что там все населенные пункты, а там нет города в Верхневлюске, поэтому будут только муниципальное образование, только округа, которые будут муниципальные. Это вот четвертый момент. Пятый момент касательно назначений. Опять-таки, вот все умалчивают, но там же есть 3 вида назначения главы муниципального округа. Первое – это муниципальные выборы. Второе – это у нас выбирается депутаты, из депутатов, потом избирается данный глава. И третий момент, то, что говорилось, это то, что Ил-Тархан, условно говоря, глава региона, представляет не менее 2 кандидатур, которые должны выбрать представительный орган. То есть и эти моменты мы тоже будем в своем республиканском законе принимать вместе с вами, как это будем организовывать. Пятый момент касательно того, что можно снять любого главы, да, муниципального округа. На самом деле в этом законе тоже указывается, что
вот эти критерии, которые там жизнеобеспечение, там, да, полномочия и так далее, в принципе, в нашем республиканском законе мы эти все моменты, критерии имеем право и должны обозначить, при каких условиях. И мы должны поставить определенные ограничения, чтобы у нас не было такого там, одностороннего дохода. Да? Вот не нравится мне эта глава, я снимаю. Такого не должно быть, и мы в самом законе, в республиканском законе, мы эти моменты обязательно вместе с вами тоже учтем. Касательно вот, территории, да? У нас есть уникальная возможность расширить территории наших муниципальных образований. Там же написано и традиционные там пользования, да, места пользования, и плюс еще территории для развития муниципального образования. Такого, кстати говоря, не было. И мы сейчас можем обозначить примерный рост наших населенных пунктов на 25 лет и затребовать, чтобы с федеральных территорий мы забрали и лесной фонд забрали полностью. И, в принципе, так как мы публичная власть, мы это можем, в принципе, организовать. Если этот закон примется, и мы обязательно будем делать так, чтобы наше муниципальное образование расширили свои территории для своего развития. Потом, касательно полномочий. Действительно, очень много полномочий дается и субъекту, и самим муниципальным округам. Здесь сразу возникает вопрос, а на какие деньги, да, содержать все это дело? Я вот, к сожалению, не нашел в этом в проекте закона насчет сбалансированности бюджетов. То есть, если, допустим, городской округ, условно говоря, Нюрба уходит из муниципального района, да, создается городской округ, а остальные муниципальные образования, ну, муниципальные округа, которые будут создаваться, как они будут коррелироваться по бюджету, в целом по консолидированному, по сбалансированному бюджету. Вот этот момент, я думаю, как-то надо тоже понять, чтобы не было ушиблений. Да, это бюджетный кодекс, но тут тоже надо посмотреть. Вот, потом, завершая, я хотел бы сказать, что, коллеги, вот есть какое-то мнение, да, что вот там депутаты на стороне и общество как будто на стороне. Нет такого. Мы такие же люди, такие же граждане, как и вы. И, в принципе, Илтумен, по крайней мере, Илтумен, по крайней мере, да, всегда работал за всю историю. Вот у нас тут есть депутаты других созывов, да, всегда работали в интересах нашего населения. И если даже мы вернемся, допустим, мы говорили 100 лет назад, да, 100 лет даже если мы вернемся, то наше руководство всегда работало в интересах нашей республики. Поэтому я уверен, что мы должны здесь консолидироваться и работать над тем, чтобы не говорить категорично, да, вот не нравится мне закон, все, плохо, не будем его принимать. Если Илтумен поддержит, то они все предатели республики. Такого не должно быть. Да. Вот. Вот подожди. Вот подожди. Вот. Не, подожди. Три варианта есть. Три варианта. Всегда есть. Три варианта. Я выступаю, не надо меня перебивать. Я выступаю, не надо меня перебивать. Три варианта. Первый вариант, это по муниципальным улусам. Мы это все знаем. Второй вариант, это кустовой вариант, то, что мы говорим. Кустовой вариант, это несколько муниципальных образований сейчас на Слега объединяются в муниципальный округ, создают свой муниципальный округ. Да, принцип, ребята, принцип географический, логистический, разные же принципы есть. Вы хотите сказать, чтобы исторические, там четко написано исторические, и будут преобразования округов будут решать представительные органы муниципальных образований. Представительные органы, не вы будете решать, а сами депутаты муниципального округа, которые будут создаваться, они будут решать, как они будут преобразовываться. И они не будут спрашивать у Константина, как мы будем делиться. Они будут решать. Представительный орган муниципального округа. Читайте закон. Там же четко написано. Статья преобразования. Есть такое. И завершая, да, я бы хотел сказать следующее. То, что закон принимается, и, в принципе, ребята тут тоже сказали, да, он будет принят закон. Я здесь как бы даже никаких сомнений нет. Почему? Потому что другие регионы поддерживают одноуровневую систему. Поддерживают.
Это, да. Второе, да. Второе, мое отношение к местным органам государственной власти. У нас был закон такой, который отменен. Но я считаю, что в последующем местные органы государственной власти обязательно появятся. Обязательно. И мы сейчас должны думать над тем, что вот как бы не бороться с этим, а как нам сделать, организовать так, чтобы местные органы власти появились, и чтобы мы усилили наше присутствие на всей нашей территории. И то, что муниципальные округа не являются административной территориальностью, тоже является одной из панацеи того, что вот там появились, да, вот Якутский округ появится, там разделение будет. Не будет такого разделения. Территория республики, она защищена Конституцией Российской Федерации. Как это ничего подобного? Как ничего подобного? Там же четко написано, территория Российской Федерации состоит из территории субъектов Российской Федерации. Михаил Семенович. Административно-территориальная единица, она незыблема для республики. Михаил Семенович, и я считаю все-таки, что мы должны концептуально поддержать данный законопроект, концептуально, о том, что да, мы действительно переходим. Для того, чтобы наш регион, все, которые идут замечания, во втором чтении, чтобы мы ввели. Если мы этого не сделаем, у нас будут проблемы. Да, чтобы мы имели право вносить поправки во втором чтении данного законопроекта. И не надо говорить, что если Ксенофонтов поддерживает данный законопроект, то он передает муниципальное образование, он передает глав наследия, он передает всех депутатов, улусов там и так далее. Нет такого. Я за вас и за вас буду работать. Пока Все, спасибо. Так, значит, спасибо за такое темпераментное выступление, интересное дело. И устану, сегодня делаете для этого, а что на этих тут? Так, у тебя. Тоже новый знаешь. Новодел мискел. Дерево, он шеет тоже. Бихибилин касеп тери стратегия көрөп батты. Бастыгы стратегия асыкы бигерүлө эпиттере. Холорок механика бансеги. Били бахыктарып талыны срочно урапылы надо тedi. Представительные органы. А онтон холбора манна этлер дем антетта. Бихибилин муниципальный округтары поселенияларга населектор критерияларга состав битти. Очогуна представительный орган аталат. Ата идея. Холоры билин поселенияларга представительный орган талахына, он поселения ланга муниципальный округ оракастахына. Уже хангаттан выбор болар деп жатат. Хангаттан выбор болар деп жатат. Ой, ഇതിന്റെ വന്ന് холочеву өлөкме этте де жо процесс алат бит өлөкме процедураны барар городской округ терьер муниципальный өлөкме муниципальный района граница толрия кенеттен өлөкме корат быстах короче вот отделяйся гына но административно-территориальная единица вот так Павел Валерьевич Теренков потому что район улус и сыгы идемен улус тен бияхавулай просто хоконга муниципальный район он административно-территориальная единица границалары олар объясняют. Единственное жатай опсай логикаттан таксан иккете үч сылдаха такас отон опсай эдде болбута города диден олиген жатай болларына административно-территориальная единица быгындан кире токовларына городской округ болан быстан ойдан такка олиген опсай логика кене билин статуына Якутский город кеттек Якутский город был республика бюджете туспа турар жатай городской округ туспа да никак административно-территориальная единица он же вот только өлөкме болот прецедент бар бияка это өлөкме город олиген болланы өлөкме города булу бәдір күйін бұйваттарын оңыстан бесілерді кеннер городской округ болалар, әйгіл уже полноправный, уже
хокуңа hem tebe ise bolalar. Ondan Ölüyorlar rayona, муниципальный район будет пока халар. Но если Ölüyorlar бары организованно устан, алты хетте болан бары быйыл терилге аллахтарына хокуң кирерге муниципальный район Ölüyorlar деген халба соседтара болууча бу хаңаластар олып, киндер ол администрация президента терем кондук улугунан барып калдылар. Киндер муниципальный район будет бюпага сылгарлы үлеги лоролдор ахан суруктарынан толтыра кайдыктыр. Но Ölüyorlar уже государство туу дерьен надо. Пахалы канырду, кименерду, управление образования, там окружающие среды, управление уже напрямую управляет государство. И ты марда 5 часов эдильдер полномочия переметр. Потому что мне там постоянно корёха надо, хотя бы ол терилдер болду. Ол пример курдук, химпин дегенне учурду. Юхебилер баралдар бир округту ради бога халына. Ölüyorlar bağırar bey bu. Haydakta bir bolmaktı. Canlılar beş bolmaktı. O administratifne kriterler insa hala. Da onu bağır. O yerinde iki ev dostayda böyle atın. O televizyon okur kadını geçiyor. Ondan halbuki mutluyum bey o böyle hatırlıyor. Bir zaman bağlı örüllerin bolmamıştı. Ör boldu diye ör kaçını tuttu haraketler bir bolmaktı. Onda мен еще предложение лахпати вопрос было идти молоде. Предложение манипула. Все-таки тохтен федеральный закона поправки келереханады. Двухуровневая система на халдырарга ден. Ол халдырарга Россия дине болбата субъект бәті бахарар ден. Оны бие тоғының коғырдың әстіне жеткені қолыбыры бейеқа тоқтар балдар ден. Ая хасанлах Муктар последнялар алды. Ол аяк аксанах муктар последнялар кинер автономностары болды ол. Олеген кинерге анан биги симбир кинер бәле туспа округ болар кырккара бу. Болды. Кыркы аяк жон килер, 200 килер последний хатак туспа округ болар. Олеген биги хими кинер матрешкеге двухуровневая система кинер куду поправка надо болды. Явно. Он кен хайхат платанты. Эти хат очана как будто субъекторка двухуровневая система халдары стихатых болды. Тем более путь дәле бедеде бол. Ая хасанах, ну осена омуктар культураларын кала болды инде. О депутат паргары и пока статья. Антон хуяны дәхпет деген хәмде. Cepat lagi. Так, бәле бейінге халқы бәрін ертек. Так, Руслан Русланович әтті. Так, онна Константин Борисов. Так, онна том кем әтекті? Попов Иван Романович. Ага. Оған етті бейі перене келіп. Онны де. Махан Маханович. Махан Маханович министр. Да, хорошо. День добрый. Уважаемые участники круглого стола. Да, меня зовут Борисов Константин. Вот я бы хотел, сказать свое мнение по этому закону. Да. Мы все знаем, что 131 закон был принят в 2006 году и прошло всего лишь 16 лет. Вот за это время, 131 закон, он не идеальный, но переход к тому, чтобы как-то привыкнуть к тем условиям, которые были созданы 131 законом, это достаточно времени прошло. И сейчас уже закон о публичной власти, то есть новый закон, который дает, скажем, другие рамки и другие условия для дальнейшего развития.
Это, конечно, значит, многие его воспринимают, в том числе в каких-то статьях я тоже в принципе, не согласен с этим законом, да? Но я согласен с мнением депутатов, здесь высказали, значит, еще другие люди, да, о том, что закон, безусловно, с нашего согласия должен. Поэтому тут надо будет искать, где и как, значит, какие статьи, в каких статьях нужно будет оставить такие, скажем, возможности для принятия отдельных законов или там, нормативных актов субъектовые парламента. Такие статьи, они имеются, но их надо будет не полностью, чтобы федеральный закон уточнил, как нам жить, да? Но он дал просто каноны, а региональные законы, они как-то расширили и, значит, обозначили внутренние порядки, потому что здесь правильно сказали, что условия жизни, скажем, в более теплых краях нашей страны и жизнь в Республике Саха-Якутия это достаточно разные вещи. Вот. Ну и знаем, что многие законы они направлены на то, чтобы лучше управлять чем-либо или кем-либо, или найти виновного кого-то. Да? Поэтому, если этот закон, значит, оставляет или расширяет на то, чтобы обвинить или найти крайнего только главу там, поселения, да, или там, главу, или там старосту или кого-то, да, то возможно ли здесь еще провести отдельное уточнение по этим направлениям? Вот это как раз Алена Владимировна обозначила и сказала, да, вот там две статьи как раз дающие как бы размытые, а это как раз вот тот хлеб, когда уже будут всегда находить виновных и всегда будут наказывать глав. Поэтому здесь действительно нужно будет тщательным образом работать. И мне кажется, еще главный вопрос это вот имущество, земли и финансирование тех полномочий, которые будут переданы муниципальным поселениям образования. Вот здесь эти вопросы, да, вот, я думаю, что наш парламент над этим вопросом уже работает и примет свои коррективы. Да. Я думаю, что основные вот, контур районов последние, они не должны тронуться, это первое. Второе – это имущество, те имущества, которые имеют муниципальное образование или поселение, да, вот с ними как и вот и финансировать тех полномочий, которые будут передаваться. Это у нас, мы все в России живем, всегда передаются полномочия без денег. И бедные главы уже начинают искать эти деньги. Вот. Мне кажется, на эти вопросы надо будет заострять внимание. И, кстати, этот закон, да, вот, новый закон, да, он, в принципе, как-то вот в большей степени, ну, как в большей степени, вот, немножко похож еще и с японской системой самоуправления. Вот. Ну, естественно, со своими российскими окрасками, поэтому тут надо будет всех выслушать и ускорить, потому что мы просто теряем время. Нас никто слушать не будет, что надо там, еще удлинить, или там, еще дайте время, еще мы подумаем. Такого времени просто не дадут. Может, их не будет. У меня все. Человек Махтов Попов Иван Романович. Так, познакомьте себя. Ötübünden vasıfla manyaktılıktır Evan Ivanoviç basın turatlamaktanı ben bu departament anlayışlı bulunduğundan bu hukumuna bir de hırtılardan bu hukum parayı da tahallımdır. Bu bugün bende kesetiler hedinden aldılar, bayandan aldılar. O yüzden
Мандаты бүгін то, что все выступающие, здесь выступающие, в общем, одобряют закон, да? Все равно, как ни крути, этот закон примут, это все мы понимаем, но все же в части, содержательной части закона мы переговорили, ну, в районах уже провели очень много совещаний. Ну, мы знаем, что в Верхневильском все прошло, да? Чего что тут? В Верхневильском районе прошли такие совещания глав и депутатов. Да, в Великой группе, да, в Горном, Намском, Хамагате, Кандаласском, Ангельском, Чарапчинском сегодня провели, Татинском сегодня провели в Мегино-Кандаласском районе, да, и через дистанционные средства переговорили с Верхоянским и Копейским улусами по Зуму, там чисто председатели райсовета, ну, депутаты райсовета. Но мы собрали тем самым очень много предложений и мыслей по вопросам по данному законопроекту. Основные моменты сегодня здесь все оговорены. Так, надо отметить. Так, ну там больше вопросов стоят именно вот формирование своего муниципального округа. Там конкретно черным по белому написано в проекте то, что округа создаются именно в рамках, ну, в пределах района. Территории все, охватывая всю территорию района. Так, вот этот момент в основном уточняют именно выбор. То есть, вот есть мнение, что мы лишаем права нашего населения как бы выборов, но это они же сами объясняют тем, что это не так, что вот, например, вот сказали, да, вот коллеги сказали, что если на уровне округов будут избирательными методами, выбрать один из 4 методов выбора, да, способов, да, вот прямые выборы из числа депутатов райсоветов и по назначению двух или более кандидатур в районе. Вот. И большинство из тех вышеназванных районов, которые нам удалось посчастливиться в их части, больше говорят о ставлении прямых выборов. Пока тенденция идет к этому, то что не будем лишать своих жителей от такого права прямых выборов. И этот момент мы тоже будем придерживаться, так считаю. Так, ну и там подразумевается тоже, что именно депутаты райсоветов, там вообще даже вариантов нет, они избираются тоже прямыми выборами на выборах. И, соответственно, депутаты госсобрания, наше высшее руководство, Интерфан, избираются тоже прямыми выборами. Вот, и еще вот моменты, вот сегодня тоже мы здесь услышали, да, вот, допустим, сложение полномочий в 2022 году, и тогда мы как бы перейдем автоматом, используя тот промежуток именно переходного периода до 27-го, допустим, избирателей. Но это мы тоже все понимаем, там тоже вот мнения были разные, и говорят, допустим, главу, что мы все знаем, что если я, допустим, добровольно сложил как глава свои полномочия, и через 2 месяца пойду туда же и скажу, что я хочу стать главой, этот закон не позволяет. И если я добровольно сложу полномочия, это уже другой мой коллега или кто может баллотироваться на главу. Да. Ну, там тоже же закон действует. Да. Ну, это сейчас точно я скажу, но надо изучить. Микрофон. Повторно выдвигаться в случае добровольного сложения своих полномочий и осенним, сентябрьским единым дне голосования поставить, допустим, в Татинском курсе выборы и пройти, тогда этот самый безболезненный.
Ну, я доскажу, коллеги, я доскажу, да? Вот этот момент все отмечают, вот эти моменты тоже изучили, все районы, допустим, те, которые мы с ними говорили, да? В плане того, что, допустим, мы все поняли здесь сидящие, которые вот сказали уже коллеги, все прочитали закон вдоль и поперек, и понимаем, что этот закон, эти моменты привязаны к райцентру, к районному совету. То есть полномочия заканчиваются тем моментом, когда вот, допустим, полномочия райсовета заканчиваются. У нас в республике в этом году, в 2022 году, 6 районов заканчиваются полномочия районных советов. В следующем году 22 района. Да, в 23 году, то есть 22 районных совета слагают свои полномочия. С истечением срока. С истечением своего срока. Поэтому в течение, вот как говорится тоже в проекте, да, допустим, в течение с 23-го уже выборы на муниципальное образование уже не будет. Да, не говорится об этом. Да, вот до этого, значит, они до сложения своих полномочий должны будут подготовить все вот те моменты, которые мы здесь говорили, и говорили районы, да, такие моменты, ну, опасные моменты, интересные моменты или нужные моменты, вот это все мы должны сделать, и в 23 году они уже должны будут подготовить вот эти районы, которые сложены в 23 году в связи с истечением срока, и уже избраться депутатами округа. Вот с этого момента главы поселений, потом еще не закончился срок своих полномочий, они уже слагают свои полномочия. И уже будут назначаться уже, ну, по той схеме, которую мы уже, да, определили. Вот этим, да, республиканским законом, вот вы, наверное, заметили, да, как всегда в законах всегда бывает, что там очень много слов, как правило, да, подразумевается. Но это все моменты, которые должны будем решать мы сами. У себя в регионе должны решить вот эти моменты, отточить до такого уровня, чтобы, ну, вся работа шла, да, в виде республиканского закона. И вот проект, да, допустим, очень много вопросов насчет наших сел, да? Как муниципальное образование не будет, но села останутся. Села останутся, и руководитель, допустим, ну, утрированно, скажем, да, администрация села, там тоже может. Там же тоже оговорено в этой статье, что это может быть администрация села. Да? Там не говорится одного года, что там будет там, или управа, или что-то там, ну, там как правило, или подразумевает. Ну, неважно. Да? То есть руководитель данной администрации, данного села будет муниципальной должностью. Это тоже и волнует глав вопрос именно тех людей, которые сейчас работают в администрации, как муниципального образования. Да? Те же специалисты, да, заместители, ну там, как правило, официальных людей с муниципальной должностью не так уж и много. Вот эти моменты, вот структура руководства этого села или управы, да, будем определять уже мы сами. То есть на региональном уровне, то есть депутаты округа, да, того или иного округа, это все дело сделают, да, с учетом всех законов, подзаконных актов и так далее, и уже делают предложение госсобрания утверждает, и с этого момента уже будем решить округа, муниципальные округа. Да, это все. Так, ну тут закон тоже прямо говорит, ну, что как бы пустовое, да, несколько поселений с структурным объединением там не подразумевает. Там говорится, что единый округ в черте муниципального района. То есть внутри района объединять все, там, это не говорится. И вот насчет города, насчет городского округа, ну, мы все знаем, да, я вот уже 21 не даст соврать, жил в селе, 21 год работал постоянно с депутатом, начиная с поселения до райсовета и так далее. Вот, так что насчет городов, мы все знаем, что дотация, да, расчет дотации, ну, всех простыми словами скажем, что бюджет села состоит из чего?
зависит прямо пропорционально от населения. Также от населения. Допустим, тот же Липецкий район, я тоже свое мнение говорю, как город, как муниципальный городской округ отделится от своего района, то есть оставшиеся те поселения, несколько штук, они должны будут преобразовывать муниципальный округ. Ну и по численности населения, естественно, город поплотнее будет. Да, и весь бюджет, ну, глубинная доля бюджета в городе, и что остается этим поселением? Они просто-напросто исчезнут. Вот поэтому надо создавать округа на пределах границы целостного района. Да. И чтобы никого делить, вы меня мысль поняли, да? Вот в таком плане, и еще что, о чем больше волнуются наши районы, да, районы. Так. Ну, вкратце, если так, ну, моментов очень много, там очень много предложений, и мы все понимаем, что в первом чтении мы все тут согласились, что закон все равно примет, а до второго чтения у нас есть шансы, вот как Павел Юрьевич сказал, отметил, да, допустим, если мы в первом чтении как регион будем против данного законопроекта, то нашего государственного собрания не будет возможности вносить какие-либо предложения. Так, законопроект туда в Госдуму никак не можем. А если мы в первом чтении согласимся, то концептуально, если согласимся, ко второму чтению мы как регион можем уже вносить свои предложения, законопроекты и так далее, объединив и общественность, и действующих глав, и депутатов, и районных, и поселений, и всех на свете, и отточить свои такие предложения уже можем направлять и добиваться каких-либо изменений в данном законопроекте. А потом, после, конечно, естественно, нам надо будет принять очень много собственных законов. На основе этого закона, да, будут кардинальные изменения всего, буквально начиная с расчета дотации, заканчивая до мелких полномочий, которые, ну, простых полномочий, которые вот, сейчас уже в селе. Да. Вот эти моменты я хотел вот отметить. Так что вот сейчас уже все думают, и вот на днях до 14 числа у нас будет уже как бы расширенное заседание Постоянного комитета Государственного собрания. До этого мы должны постараться собрать все предложения от общественности, главное, как уже сказал, и потом уже вот в понедельник, да, планируется сессия Государственного собрания. А дальше вот эти предложения, вопросы, они очень актуальны. Мы их будем использовать дальше уже при внедрении закона регионального уровня. Иван Романович, можно вопрос? Так, допустим, что вот завтра Намский район, откуда тут у нас уважаемый Гаврилович Местников, допустим, да, совершает революцию таким образом. Значит, они рассыпаются где-то, ну, допустим, 5 округов, будущих муниципальных округов. Они, значит, единогласно переходят к этому решению. Намское село Намское тоже отдельно становится там вместе с Фомагатой или с кем-то тоже муниципальным округом предлагает. И вот они решают принять такое, значит, решение, чтобы закон же позволяет им уйти в округа. Почему? Не позволяет. Почему? Там не позволяет. Закон не конкретно, да, статья 88, там конкретно говорится, что объединение муниципальных округов, районов или муниципалитетов. Вы не правы, Иван Романович, я вам скажу. Я имею в виду по 131. А, то есть 131. Я говорю завтра, то есть до 23 года, до 1 января. Вот. Почему? Нет, ну давайте, значит, если республика, ну если, допустим, вы будете ставить вот эти самые всякие преграды, конечно, они не успеют, но если будет понимание того, что так нужно делать налогу, а не прозябать вот в отдельных вот этих таких без всякого, без земли, без права на слегах, так, это не даст возможность развития на слегов, это все понимают, так, и будут ждать там 23-й год, потом, значит, как вы говорите,
по 88 статье пойдут. Это будет неправильно, поэтому люди решат использовать 131 закон и завтра решать, вот какое будет отношение руководства республики вот к такому процессу. Вот. Это, мы считаем, что это будет спасением всего. Я, например, так считаю. Это моя личная точка зрения. Ну, за все руководство республики я не скажу, но в таком случае, допустим, 131 закон, вы, как правильно заметили, подразумевает, подразумевает и пока еще действует. Да, если не будет мешать депутат. Ну, там же это оговорено тоже. Вот, допустим, там для создания муниципального округа при действующем 131 законе должно быть согласие всех депутатов представительных органов, всех поселений муниципального. Ну, большинство. Нет, там кроме одного всех. Да, против может быть только одно поселение. Да, да, и все должны согласиться. Да, но даже если все согласились, но если все согласились, тогда закон не возбраняет. 131 говорит, так что ли прописано? Так же прописано. Нет, давайте Согласен, еще раз. согласен, 131 конечно, согласен, не согласен, нет. Варнаговать на Филанде. Это просеяло чёркой. Видите меня на экране? фундаментальный закон причем принимать. Ну, у вас так. Да. Значит, у меня вопрос все-таки я возвращаюсь к этому вопросу, да, потому что сейчас на практике этот вопрос прорабатывается в некоторых ВУЗах, когда глава не хочет уходить в досрочный отставку, чтобы инициировать новые выборы, да, успеть до 23-го года. А русские депутаты могут ли принять решение о досрочном сложении полномочий, и это приведет ли к отставке главы и синхронизированным выборам? Потому что в законе, в законопроекте есть слова о синхронизации этих двух органов, представительного и исполнительного. Да, спасибо. По-старому это никак не влияет на то. Да, по-новому, да, они синхронизированы по проекту. Допустим, если закончится полномочия районного совета, соответственно, все теряет свои полномочия. И назначается уже новое назначение, новые выборы главы и так далее. Вот. Но пока, да, там где-то получается, и если даже вот сейчас распустится районный совет, глава районного совета останется. Тогда новых воров не будет. Не назначается. Да, но это юридическая коллизия между двумя 131 и новым законопроектом. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, да? Двух тем. Вообще по 87-му ФЗ, по-моему, 87-му ФЗ, где дается 1 год переходного времени, когда вот переход на округа. Есть такое понятие, то, что вот сейчас заканчивается срок представительного органа, и они все, получается, на месте, чтобы принять все законодательство, привести в порядок. Есть и главы, и представительного органа 1 год переходного. Это вообще в этом моменте она будет работать или нет? По-моему, не год, по-моему, максимум 6 месяцев, по-моему, было написано. Я сейчас точно не скажу, потому что под рукой нет, но такой момент тоже есть, вот переходной момент есть, и мы обязаны будем этим воспользоваться. Потому что, допустим, в 23 году, как я уже сказал, 23 и 22 районных совета слагаются полномочия.
То есть они не успеют, если не успеют, допустим, подготовить все документацию, весь закон себя на переход в округа, там сроки есть какие-то. Там какие-то сроки есть для именно перехода. Вот они вот слагают полномочия, а уже вступают в новые выборы уже по закону. Вот. И можно потерять моменты, да, вот я дополню, я расскажу, да, допустим, даже если прокатит, да, вот как вы сказали, пусковость бывает за 2 месяца, даже Конституция определит, да? Допустим, если даже это сделать, да, вот сделали, допустим, наши села, ну, выборы поселений сейчас в данный момент не действуют. В смысле, по 31 закону это ничего не даст. Абсолютно ничего не даст. А если те поселения, найдутся такие поселения, которые, вот, допустим, добровольно сложатся, да, или действительно заканчиваются полномочия этого, допустим, да, вот они должны будут все-таки перейти, вот ну, с 1 января 2023 года закон уже вступает в силу. Да, и уже вот при избрании нового созыва окружного совета автоматически все это теряет силу. И уже они будут назначаться. Только тоже это сложный момент. Допустим, кого сейчас найдем на 2 года, 1,5 года, да, на должность должен ставить, и депутаты поселения тоже такие моменты. Да. Ну, вот с поступлением уже полномочий районного совета и января 23 года уже начнется переходный период. И если в этот период подпадает уже сроки полномочий, это уже автоматически. Город. Так, Кем Сидоров Дегустан Атастыр. Да, Республика Алдан. Алданский район, поселок Атастыр, Сидоров Дегустан. Так, мы еще выходим, да? Ну, данный законопроект, если так, ну, 2 дня мы обсуждаем, да? Это же каникулы длинные. И официально она нигде не опубликована практически. И мы тут уже все обсуждаем, как будто этот закон уже приняли, да? Вот. А тут решается вот по всей России 18 тысяч сельских поселений, муниципальных образований. Да, по Якутии у нас 361. И практически никаких вот публичной там никаких обсуждений не было. Да, вот я глава вот Атастыра, да, вот промышленного района, я узнаю из социальных сетей, что идет такая реформа. Нигде, ни по новостям, нигде никто ничего не знает. А это, по идее, это судьбоносный закон выйдет. Да? И в основном мы все признаем, что данный закон это плохой закон. Практически сырой закон. Если так посмотреть, она конкретно против нашей республики. Там что там хорошего-то есть? Будет оптимизация бюджета. Для чего этот закон делается? Закон делается оптимизировать бюджет, чтобы там сократить малые муниципальные образования. Вот. И сегодня вот те люди, которые живут отдаленно в крайнем севере, да, мы, например, вот тот поселок, который живет в промышленном районе, да, ну создадут Алданский район, Мы вот 13 лет не имеем своего депутата, да, в районном совете депутатов, и вот по выборам мы не проходим, потому что мы представляем 3% коренное население. 13 лет мы не имеем депутата в районном совете депутатов. И сегодня вот округ создадут, ну, на следующий год, Алданский округ. И у нас будет управа, как говорят вот депутаты. У управы не будет бюджета. Как мы будем работать? Будет назначение, говорят, управляющих старост. Мы вот в Алдане, конечно, вот некоторые депутаты говорят, что это как мы будем бороться с клановой системой, засильем в поселках, да, где вот родственник на родственнике, и главное назначают, у кого больше друзей, у кого больше знакомых, родственников, вот те становятся главами, говорят. А не получится ли наоборот, что родственники головы, друзья друзей будут назначаться управляющими населенных пунктов?
Тут тоже тут двойные стандарты получаются. И те люди, которые конкретно пользуются авторитетом, да, уважением среди населения, которые могут знать изнутри вопросы в населенных пунктах, они не пройдут, потому что, может быть, они не нравятся действующему главе. И все-таки, я не знаю, вот такой закон, я вот не понимаю вот партию, да, Единая Россия, депутатов. Мы все как бы даже не читали этот закон, но уже согласны, как бы все проголосовали. А по факту-то сколько депутатов, из 70 депутатов, сколько депутатов прошли вот это 226 таблиц? И все. Я вот просто времени нет вот понять все это. Многие вот даже руководители госструктур не понимают вот этот закон, и мы собираемся голосовать. Ну скажут, следующий закон будет прыгать с обрыва или как, что, все идем в город, и этот делаем или как, или отказываемся от субъектности. Но это все-таки, мы же республика национальная, законодательное право, инициатива, и как-то надо все-таки отстаивать статус республики. Перед выборами, когда вот выборы проходили в Вельтемян, в Госдуму, не было же таких лозунгов, что будет сокращение населенного пункта, будет укрупнение. У вас, у жителей поселений, будет право представительного права органов власти. Глава же это представитель народа получается, да? И когда вот вместо нас будут, вместо избранных глав будут назначаться управляющие старосты, ну, и это кардинально неправильно. И, конечно, это план А, вот как бы, я говорю, вот, если пройдет, тогда надо уже обсуждать конкретно уже с республикой, с нашими депутатами, надо работать в этом. Ну, всем, что предлагает, например, Москва, депутаты, а в Единой России не все они плохие. Есть нормальные депутаты, которые конкретно ради процветания России работают, ради процветания, да. И есть такие депутаты, которые конкретно, вот тот же Бурматов, который, вот, а мы живем, депутаты, большинство Единой России поддержало этот закон по собакам, да, а мы живем этими законами, единогласно проголосовали. Пенсионная реформа, закон, мусорная политика реформа, да, мы же живем этим. И почему вот каждый раз мы должны какой-то вот молодой политик хочет там прославиться на всю Россию, то какую-то законодательную сеть где-то находит, не пугает, а мы все поддерживаем. Мы же все-таки 70% населения, 80% населения поддерживают партию Единой России. И когда вот все-таки у населения надо спрашивать мнение, и раз такие меры, вот такие законы принимаются, надо обсуждать реформу. Почему вот только в социальных сетях информации нет такой публичного обсуждения? Вот. Ну, это я по России говорю, по России. По России. Спасибо. Я хочу добавить, да? На самом деле, вот, если читаться этот закон, то для муниципальных образований появляется такое понятие, как территория для развития. И на самом деле для наследников сейчас в данный момент, пока депутаты на месте, пока глава на месте, надо срочно принимать, скажем так, постановления, которые бы давали возможность утвердить для развития того же Хатастыра, нам нужны такие-то, такие-то территории. И неплохо было бы, когда мы сейчас закон, когда будем республиканский принимать, уже подойти с этими предложениями, что для развития села Хатастыр нам не только вот эта вот территория, которая по генплану у нас есть, да, мы хотим вот эти территории, мы хотим эти территории, мы хотим эти территории. Поэтому здесь, я думаю, каждому главе наследия над этим надо задуматься, а не тратить время на то, что там Единая Россия плохая или так, что кто-то плохой. В принципе, мы знаем, кто плохой и кто хороший. И в нашем Госдуме наши депутаты, они все хорошие. Иван Романович. Давайте мы давайте. Передадим мне, Максим. Так, подождите, сейчас мы завершим, потом. Павел Валерьевич и вот представитель АГИПа, департамента, вы же предлагаете, чтобы депутаты приняли концептуально
законопроект, да, поддержали, и чтобы потом дать поправки свои ильтюменовские. Но у нас же есть в Госдуме 5 представителей, в Совете Федерации 3, да? 8 людей работает в парламенте. Почему через них мы не можем отправить наши предложения, а пусть Ильтюмен свою позицию выскажет, что он против этого законопроекта. Потому что наша страна большая, неправильные законы людей убивают, а вот этот закон, он вообще сотни тысяч людей убьет, потому что будет оптимизация сел, вот, и так далее. Вы же сами знаете, мы не должны это поддерживать вообще, никаким образом. Почему вы декларативно отмечаете, что сразу будет сокращение, сразу... Сейчас идет сокращение. Тарасенко же сейчас детсады сокращает, вы же знаете. Солодов сейчас корякский муниципальное образование сокращает. В нашей республике мы сохранили малокомплектные школы. В нашей республике мы открываем ФАПы. В нашей республике наши населенные пункты. ФАПы открываете, а больницу закрываете. Вот глава сейчас говорил, там, что у нас школы строятся, детские сады строятся, да? Это же за счет республики уже все строится. Не за счет... Александр, подожди. вопрос передали. Он же задал вопрос. Я сейчас хочу ответить. Не, подожди. Я не закончил. Вот то, что говоришь, Ильтюмен против правительства, да? Но вы не забывайте, что Илдархана Василия Сергеевича тоже влияние есть. И если у нас разночтения пойдут от Ильтюмена и от Илдархана, да, допустим, Ильтюмен не поддержит, а Илдархан поддержит, то это будет считаться, вот Михаил Семенович, да, поддержит меня, это будет считаться, что мнение региона не выражено, так? Мнение региона не выражено. Я еще раз повторяю, что мнение, если расхождение идет исполнительной власти региона и законодательной, значит мнение региона не выражено. Не выражено. Давай возьмем вопрос. Давайте, значит, Хочу задавать вопрос. успокоимся. Так? Вопрос хочу задавать. Кемеха. Александр Геннадьевич. Подождите. Ага. Значит, давайте мы сейчас официальную часть завершим и перейдем, прежде чем это перейти к прениям, да, я, значит, хочу на правах ведущего, так, именно Ивану Романовичу Попову направленно прочитать только один пункт, даже, значит, это меньше страницы, так, государственная власть УЛУСа. Чтобы сохранить УЛУСы района как административно-территориальные единицы республики и предоставить благоприятные условия для создания и развития муниципальных округов на базе наследов, в каждом УЛУСе районе, который не преобразовывается в муниципальный округ, образовать государственную власть в полном объеме с назначаемым главой администрации, имеющим соответствующий аппарат для материально-технического обеспечения, а также представительный орган. Но это то же самое, что сейчас есть, только это назвать государственной властью. Если проводить аналогии с терминологией проекта ФЗ и ФЗ-131 по УЛУСной госвласти, это просто, по сути, территориальный орган государственной власти республики. Полномочия государственной администрации. Вся работа с муниципальными округами УЛУСа, делегируемая правительством республики. Этого там много. Образование, как культура, здравоохранение и так далее. Организация снабжения электричеством, теплом, газом, топливом населения УЛУСа района. Второе. Координация и контроль УЛУСных районных органов государственной власти и республиканских предприятий учреждений. В полномочиях представительных органов государственной власти УЛУСа района должно быть утверждение программы и планов социально-экономического развития территории, принятие участия в реализации республиканских и региональных программ социально-экономического развития, установление границы наследов, сел, поселков, родовых общин по согласованию с соответствующими местными органами власти на основе законов Республики Саха-Якутия. Тогда многие, если мы сумеем это сделать, многие проблемы будут сняты абсолютно. И, значит, так же, как вот практически так же наслега, которые имеют сейчас
являются муниципальными образованиями, в целом они будут муниципальными округами и дальше, значит, жить и развиваться. Эта идея, она, значит, высказана давно. Один автор сидит здесь, Кириллин, Санников. Кириллин почему-то отсутствует. И поэтому вот обращаем внимание, внимательно рассмотреть эту идею, которая будет, в принципе, спасительной. Вот, значит, такая просьба. И прошу ваш телефон записать. Так, мы переходим к прениям. Так, и поэтому можно, наверное, можно отключить. Тут, значит, телефон можно, тут есть значит, как будем отключать? Будем отключать или не будем отключать? А? Иван Иванович, оставьте микрофон, я дам съесть. Так, Павлова Лена Николаевна. Я земельным вопросом занимаюсь с 2009 года. Толку ноль. Коррупция и все такое прочее. Объясняю по городу Якутску. Примером пусть служит город Алёкинск и все. В городе Якутске государственная собственность не была передана по акту Министерства имущественных и земельных отношений в 2003 году. Все. Территория города Якутска – это федеральная собственность на настоящее время. Если запросить выписки из Единого государственного реестра недвижимости, вам подтвердится все то же самое. Так, не работает у нас Министерство имущественных и земельных отношений вообще, агентство по государственному реестру территориальных объектов, даже не отмечается федеральная собственность. Ребята, это о чем говорит? О низком качестве наших специалистов. Вот и все. Минимум, если мне кто-нибудь скажет, что один человек из вас, кто-то имеет приватизированную квартиру на территории города Якутска или республики Саха-Якутия, я очень удивлюсь. Значит так, бюджет. Это я говорю для глаз и для... Но Макар Макарович убежал, Гаврил Гаврилович это все знает. Значит, бюджет. У нас каждый мэр любого округа жалуется на отсутствие бюджета. А чего ему быть? 30 декабря 2011 года распоряжением исполняющей обязанности главы города Якутска господином Аксентьевым, о чем Саргалана Владимировна прекрасно знает, почти 2 часа перед ее назначением беседовали. Все муниципальное имущество было списано с муниципального баланса. Но, ребята, тут еще раз один нонсенс. При передаче в муниципальную собственность не было приведено в соответствии с Гражданским кодексом, жилищным и, главное, бухгалтерским кодексом, не была проведена инвентаризация муниципальной собственности, это на территории всей республики, и обязательств. Что привело по информации Федеральной налоговой службы номер 5 к отсутствию данных на земельные участки, там нет такой расшифровки, земельные участки, общедомовое имущество, там идет общее имущество, общая домовая собственность, ее нет. Откуда в бюджете города Якутска будет бюджет? Скажите мне, пожалуйста. Нет. На слегах, может быть, и есть. Потому что они налог на землю платят в бюджет местный. В городе Якутске нет. Какая-то немыслимая аренда, которая идет в нарушении прав собственников, превышение полномочий. Подождите, Иван Иванович, вы сейчас тут все делите, кто будет. Да никто не будет, вы никто будете, муниципальные, главы наследов и все. Главный это будет собственник, Российская Федерация.
Еще что я хочу сказать? Не надо спорить. Вот товарищ задал вопрос, он хочет по налогам стать. Вы в Белтумане работаете? Вопрос вообще совершенно смешной. Ребята, если бы у нас была государственная регистрация, даже хотя бы реестр вот этих предприятий, там простым математическим, аналитическим способом можно высчитать. У нас же полная, без, как это называется, я сделала с тобой, чтобы не путаться, гражданско-процессуальный кодекс. И вот я вам все сейчас это быстренько за 1 минутку. Что, как это называется? Какой-то уголовный кодекс? Сейчас. Нет, это то, что вы говорили, это просто коды льете бесполезно. Да. То, что происходит в государственных, муниципальных органах и их должностных лиц, называется очень просто. Лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. Естественно, федеральный закон будет принят. Гаврил Гаврилович, вам это не нравится? Вот так. А вот на примере, например, дачного кооператива «Полет», который я единственная сохранила, государственный акт владения землей, у остальных Тресков забрал. И с 2009 года мы не можем оформить право собственности. У нас 10 гектаров зеленой зоны захватили кто? Муниципалы, которые не имеют превышения полномочий. Поэтому город Алёкнин хочет, запросите акт передачи от Министерства имущественных отношений, Гаврил Гаврилович, на Нанский улус, и все. Агентство собственности, где эти реестры государственные? Их нету. Государственный регистр, смешного ничего нет, плакать надо. Вы делите, сидите в портфеле, а распоряжаться будет только собственник. Спасибо. Так, ну что, мы, значит, на этом завершаем официальную часть, так? Ага. Так, значит, Zoom действует. мы уже на этом, наверное, заканчиваем, поэтому мы всех благодарим за присутствие. Да, дальше у нас просто будет внутренний там между собойчик, да? Zoom-тан киметен багарары или Zoom. Уважаемые друзья, уважаемый депутат Госсобрания, я очень внимательно изучал регламент Госдумы. Там нету понятия, которое вы говорите, если законопроект не поддержан, тот субъект якобы законодательный орган или парламент там, якобы это отстраняется. Нету. Потому что позиция, значит, нет, это позиция. И в первом чтении вы можете это говорить, и никто вам преграду не делает. Так что не путайте, да, пожалуйста. Вот посмотрите регламент, я вас просто попрошу. Это первый момент. Второй. Понятно, что это будет принят, этот данный законопроект. Но у нас спасение, значит, вы правильно говорите, надо найти какие-то варианты. У нас есть вот законопроект, предусматриваемые определенные статьи, которые касаются районов крайнего севера и арктической зоны. Да. Значит, мы могли бы по этой части проработать вопрос, чтобы был отдельный закон Российской Федерации именно по реализации данного законопроекта, ну, если закон будет закона на территориях вот этих указанных, крайней северной и арктической зоны, сохраняя двух уровней, ссылаясь на то основополагающее, значит, определение одноуровневое, да, концептуально, муниципальное образование.
А вот я вам подскажу, не зря я придумал книгу, которая «Степная дума». Там, значит, этот отец, реформатор Спиранский, он понимал, что Россия делится на определенные географические отличия, климатические и так далее. И эти уложения, они учитывали их специфику. А тут нас гребут по одной этой. Да? А это Крашенинников, который сейчас вот толкает это дело. Вот я один экземпляр только купил. Вы закажите эту книгу. Крашенинников. 7 жизней Спиранского. Там четко прописывается. Вот этого, значит, особенности не учитывать в данном случае. Отдельно только маленькая статья. Возможно, вы после принятия там, мы скажем, нет, и все равно примут. Может быть, вы проработаете этот вопрос для того, чтобы у нас была особенность сохранения двухуровневого поселенческого самоуправления именно на этих территориях. Как-то, ссылаясь на эти, вы умеете хорошо это системно не только сформулировать, а анализировать и так далее. Так что есть возможность, если найдете такой вариант, было бы спасением. Притом, значит, надо иметь в виду в голове всегда вот что. Все время забываю. Российская Федерация, вот принятие данного законопроекта проходит на принятие законов, которые касаются так называемых ТОРов, федеральных территорий и так далее. Certo? Которые будут очень странным и очень сильным образом, так сказать, какие-то препятствия нам осуществить. Да. Вот это вот вы посмотрите, пожалуйста, ладно, этот вариант. Вот мое пожелание по итогам сегодняшнего нашего дня. Спасибо. Вот это, а я кем вы все у меня там. Вот мы не должны путать людей. Надо, Павел Валерьевич, конкретно по 88-му, часть 2, пункт 3. На мой взгляд, я убежден, это не дает права. Допустим, если там даже будут избираться во второй полугодии после этого, принятия после этого закона, они не будут легитимны. Прямо пишется. Или я не понял. Да. Да. И то, что вот Паскашин говорил, что до 28-го года могут спокойно существовать, вот Прокопий Петрович вчера в Зуме участвовал, а Ангинцы тоже. Вопрос, если вот четко, когда говорите о законопроекте, четко надо довести до людей. Никакого у вас до 28-го года никакого лице поселения и муниципального района не будет. Он конкретно надо говорить. Да. А по этим организационным моментам и республика должна что сделать? Чтобы выйти на административно-территориальное деление, республика сама должна инициировать. Допустим, город Нернград, чтобы стал городским округом. Город Алтан, город Ленч. Вот Алехму надо поддержать, а не было. Нюрбинцев надо поддержать. Тогда у нас будет дробление улуса на муниципальные округа и городские округа. Да? Тогда мы восстановим 45-ю статью Конституции Республики Саха-Якутия. Только таким образом. Вот по вестям я говорю, по Мекинцам. Главное здесь что? Если, вот как в Верхнебурюйске говорят, ну, в других районах, будет один округ, тогда территория будет подвластна только руководству этого. Это хотят, что ли? На это никогда не пойдут. Поэтому по Михаилу Хангалашкому я говорю, на Шриган, вы не должны объединиться, создавать одну структуру с десятком. Они проглотят ваши земли. Не рюктяйся, женхандинцы. От практики должны мы подходить, а не носом утыкаться этот законопроект. Будет принят. Но практика нужна. Орионна будет, да? Уйбай бана шаспа сиригене видите. Все, ведь не порядка все видите. Поскочить. Но совершенно это не то направление.
Один улус, один муниципальный округ. Вот что едевит он. Мы bir sekonda ne dedik? Cahada pula. Конституция çok. Иван Иванович, это был округна тема. Это без заблуждения. Во-первых, белинного конкурса он идти даже в андак ситуация находится. Че бөлөхме бахарны bu если вот, допустим, вот как Алёшкин говорит, да, представим ситуацию, они захотели выделиться в округ, другие там образовались по 2-3, или вот Павел Валерьевич говорит, вы не успеете, мы закон долго принимаем в этом году, в общем, будут мешать. Тогда в следующем году они уже будут преобразовываться, как вот полномочия представительных органов будут заканчиваться, уже будет создаваться. Через 25 году мы получим 35 округов. Совершится, да, закончится. Но даже в этом случае, во-первых, федеральное законодательство это дает на округ субъектам. В федеральном законе не говорится, что вы только по районам там создавайте на 30 тысяч один округ. Этого нет. Это округа будут. И даже в этом случае, Павел Ильич, закончу, закон позволяет, уже действующий новый закон позволяет уже преобразовываться. Вот через 2-3 года, 5 лет республика скажет, да, мы совершили ошибку. Все-таки надо было там по 2-3, да, по 2-3. Мы возвращаемся. Я почему об этом? Мы не посчитали риска. Вот сколько сейчас в администрациях работников. Там, финансист, бухгалтер, глава, замглавы, еще какой-то там специалист. Вот. Все они, я закончу. Все они попадут сейчас по сокращению, получат 6 месяцев там увольнительных. Сколько освободить? В Мегидо-Кангаласском? Ну, на сегодняшний день в центре занято 450 человек. Завтра появится 200 безработных. Вот данные Росстата за последние 2 года сельская эмиграция в пользу городского поселения 10 тысяч. Это 5 тысяч в год. До этого мы шли 1000 человек в год. Сейчас 5 тысяч за 2 года. Вы, если примете, что по муниципальным округам миграция в сторону, во-первых, из сел в Маю или из Бестя, или там из Сола, или там Мельчасе, город, она увеличится. Вот мы должны что остановить? Мы должны остановить сельскую миграцию. Депутат Барна Нэшнл. Меня вот эти вопросы даже. Меня баксиген не кепте. Вем шиёле апна стакун орёнген оторён хатен билавки. Чанам левен бар. Бу эскатен бу конуннан эти энетерин гудагин бир специалисттер инде таны олор докторна да. Өте нелектер специалисттер аны япкен бу кокону бар. Көтүвенден олор кутсер. Онда о gün bara hem bir kırına elektir oharak kullanırlar gelir. Olurlar da bana tehasırın haydi temel tandır var. Toje da bana bir şirkten tehane birader doğru tahara produksiyon tehasırın kene geçir. Sevistoy mu oladır. Okun başka teyerin haydi şirkin okun bırakan yaran. Oltu götle diye olaktan elini kim ulan böyle tekrar göm bir ya korak takitiren bir ya. Ol baratura hem bir operasyon baratura. Mü toje da bana Bagay heder ki bu din tas oskolaları indi saat onu tutuyor. Be ikide indi tüyesalla kat tas oskolaları gider. Baksana. Ondan bu bana ama diyor da var. Bugün oskolaları tüyesalla solun pranya takar. Ondan altın olsa oha. Desatırınlarla bilin kolban işler. Hep ki optimizasyonu üniversiteden. Ondan bilin ise bu optimizasyon var. Koruyu var tamam. Bunu hele haberler ki girer. Pasti adın oskolaları gitti kolban bir yerde. O görüp bütün bile hop kullanı. Tehasır bir oskolaları indikte var bak bunlar. Hep
Onun tüyesden ilgili депутаттар için okuluş kulağın kulağın tavtın uğranın iti okulu kaçtanın çepçete kem okuluş kendine heyektir tanlargar doktor giden kallarga topu gördükler. Hiçbir şey istemeyiz. Hep güne bırak o itete okulları oluyor demek kurtarılıyor. Hep onun bulan eti diye başvurun hangi kim okulu kulağın kulağın topu buranın yok aşırı ise kimeden can nehirinde kaptan. O da ne kurulu var bulana. Uçak kanunu değil bulana. Çoğun büyük bir kulağın o aksanı biliyor. Ona eti kırıcı aspektleri bilgen kimine sakranıyla var kutumun edemi. Yakatı ve otel manı var bulan tanılar diye. Hep bir de ondan gün nehirinde de hep. O последствия что ham было. Gün nehirinde de billah akalı. Hamarakin lapatçı hep. Hep akalı değil gün bir de bulakına. Onun kuyruğundan ben identifikasyon müşkileti bilemedim. Olayın hep biliyorum bu konuda uymaymanız. Olayın bu konuda doktorxanada. İltimen bu subyektler doktorun olmuş yılların. Bu konunun lafı geliriyle subyektler olmuş yıllara hep birleştirip günün kurduğuna etigilleri yakana. Hep yere hiç sayılır. Bu onu getiremiyor. Yere tohtokan yere min baş çetümükte bitti o. Доктор, береги Ильтмангена. Мы же не говорим, что это неправильно. Правильно, да? Мы говорим о том, что данный законопроект, хотим мы этого или не хотим, она, скорее всего, будет приниматься. Но мы будем работать вместе над тем, чтобы исправить. А то, что там власти сделали ошибку, вот, есть в 88 части статьи написано конкретно, что муниципальные округа создаются только на территориях муниципального района. Что сделает региональная власть для того, чтобы... Какое время есть? Там, наоборот, там непонятно. То есть я со своей стороны буду вносить изменения, чтобы перенести на крайнем севере введение данного законопроекта. Я это сделаю. Я буду вносить от себя это. Если, да, до 25-го, до 24-го, начала чтобы было, да, чтобы можно было избраться, сохранить двухуровневую систему, подготовиться 4-5 лет, да, я это сделаю. Но если это не примется, то, соответственно, тут региональная власть и не Елтумен не справится с этим 88-м. Естественно. Там еще надо стать в положении полномочия передачи полномочий субъекта. На виды местного самоуправления? Нет, там не так? Местному, региональной власти очень много же дается. Так, уважаемые участники, на этой высокой ноте, так сказать, горячих обсуждений, значит, завершим наше собрание общественности по законопроекту Клишеса Крашенинникова о местном самоуправлении. Так, ну и благодарим всех за активное участие. Значит, документы, которые, значит, вот, ну, по итогам нашего собрания, Ульяна Алексеевна, да? А то Ульяна Алексеевна, это Владимир Сокуты. Человек пахтал. Мне только прошу прощения, тот, кто на срочное дело аэропорт Кангири, задержка вратайда. Все мы была на эти очень надо муньяхтен агаманити вакиранисти во-первых, балача элбаг элжирити баратурар ванна ибүгүнеме бәдүхүн каларан элбаг элжирипин болохтустакыт мен балана этефен багарабын бу соконга ханнык превентивный мералары ылык бүтүн сөбү онна ханнык социальный последствиялары күтүк бүтүн сөбүден вопроска бу соконлылар чолкай баардар бутта багарбатар бутта хайгатар бутта хайгабатар буттаганы ол еген биги позиция бүтер регион субъект позиция тегар
Бая с интересов Якутии, с интересов народов, населения Якутии трудных потенциалов, потому что у нас есть свои органы, как законодательные, так и исполнительные. Вот оно именно опором рохма бараван. Простыгытынан биги региональная особенность. Чаан скотун законы богаче полнаха, был закон концептуально население привязка к населению динатнар, он на бачанга территориальный принцип тахсабынден аты, в то же время ол тахсыта чолгадык суруллыватах. Он ону кені үксін субъекттар бардынар дебит. Субъекттар барлары эвполахны биһиги бейбети публиген илтимен депутаттары онна общественного тимсеналара нөсел бахтал директор кахтах футболлага было. Алганан баран билеген уже сибилинге тургунан биги туатяхпын саби. Ан пластыгытнан бу закон самый туахтах уескатар улахан бу проха бу муниципальное образованиелар административно территориальное образованиелар болбатактар ден. Мен бастыги этим итине этину утарсыхаден хараманнагиттан это наша принципиальная позиция биги двухуровневая система будет бачангадылы оңголлан келбет сөрүн өттүнөн кине достаточно эффективная салалта ден көрөбүт көрөк бүтүнсөп онна итинеха колулахын типа того что один раз клановая, один раз цыгахалты тутумигар достойная сох бахалык таталылар эгенден аргументы биге туттумок бутун надо. Бити биге ямутун вообще унижайдахын болар дегенде бут. Конечно, алгастар бар болуктара, но не без этого, но выходить на одноуровневый уровень только потому, что у нас клановость, там всякие там какие-то элементы неправовые, кириллер дентен биге туттумок бутун надо. Это первое, самое важное, я считаю. Мы должны думать позитивно в пользу своего населения нашей и развития нашей республики. Анутрамбалана, превентивные меры, какие мы можем готовить? Прежде всего, бихехабайбитар уже хастагана региональной особенностях бейнесалайны коруннарабаллар. Олгурдохолобора Артикескай, районы труднодоступные, по госзаказу, национально-территориальное образование лар, деннербиха, и деннеркастаны раз корюннербаллар. Биги кинилари, олкорюннере, кайдах сайынарях бүтін сөбіл, правовом плане денга, оны хабиги сұрудах берех бүтін надо. Законодательный, он на правовой структураларга, он толкойдан ден. И тебе, и кеге баланы биге каста көрүннах перечень поселений. Хотя бы распоряжением правительства лучше законом республики Алунах Путинада. То бастагатнан это первый это перечень, это ясно, это места проживания КМНС. Второй перечень это труднодоступные места. Третий перечень это малонаселенные. И самый четвертый перечень, на которых я сейчас вам настаиваю, как собственное предложение, это поселение, как это тут четко написано, доступность, транспортная доступность которых в пределах одного рабочего дня. Бутухта на перспективах критерий тахсан кальбиттемин корабин. Ану трамбалан ол тоготебини. То и тахна биги бачанга дела. Олар бупут местное самоуправление исторически сложившаяся структура. Улус наследтентен. Улуса ясно? Наследтенга было биги хастана последнее дана кол буретибит. Скоттин биги билеген бо критерии туханнах пытына. У нас может возникнуть еще одна форма территориального органа местной администрации. И ты крили не тяни габачугастыга эппите. И ты суругар. Бүгін қайда бұступайды абитен білбәтім. Вот этинне боланы бияға билеген. Вот населектор бігіларынан. Қаст бігі біле местное самоуправленияға білен олар бұтой.
Скотың чилат сыпыратынан этер боллака. Бихеха билеген 409 бар. Муниципальные поселениялар. А всего населенных пунктов 615. Олата сюз тоғуаналықта поселения. Собственные муниципальные образованиялары билеген соқ. Жебу поселениялары бихеге улус населектентен салгы, скотенбеге улус тене муниципальный округ курдук, улынар кықтақ боллақ бұдына. Оны ғылынық бітенбеге тураса бұд, ясное дело. Так, на гелектар боланы бихеге муниципальный территориальные органы местной администрации муниципальных округов тен. А тыр боллақ бұдына. Бихеге салгы, бұл 669 хал бұд. Білеген қанықтан статыға соқ поселенияларға. Беге анық бүтін сөп представителей местной администрации. Вот, бенетіне әтеқпін бағарамын білген тұлқырдатым, тоғдеті қабеге маннық структураны келеттардақ бетіне, а это возможно по этому закону. Отчёны беге одноуровневайға тағыстақ бітіне тухалақ саңа позицияны ұлына біт. Сүз тоғуған алты поселениялар сайдар күйақтарын беребет. Өскөтін бейкенлерге вот именно представители территориального органа местной администрации ден доғынаста қаннасқа тұтылылар жоны оны ину должности анаттақ бұтына, бердіқ бұтына. Ол егені тебен бейге білеген қаяндағыны жендік төрт арас перечень поселений законодательно на уровне постановления правительства эрдетина луна трохпотынада. Белемна гибыдан, отчёна беге, это годы, из лимона сделаем лимонад в пользу нашего населения. Вот. Какие критерии вот должно быть, чтобы были созданы территориальные органы местной администрации? Вот оно надо отработать. Потому что территориальные органы местной администрации это не ТОСы, это не муниципальное образование. А это, так сказать, низший уровень, нижний, самый, так сказать, поселенческий, самый народный, можно сказать, уровень вот этого вводимой одноуровневой системы. Он муниципальное поселение ларбыт. Ахсаннара эбилен тақсықтарын сәптен. Білген 409-тар, 615-тен. Очоне беги 615 көйгүстәргәр даганы бигетинник бәяне салаянар кыгы берек бүтән сабача кена сайдалларыгар импульслалар. Вот мне тине таремете бе он тулкырдатым, оны багыстан тине резолюция тигәр, онна вашаҗан истанолрачалар саңары болгамтага ыллар гиттигәр багарабын, онна самая сүрүнәсе бири түгүм эттимден билен турар бу социальные последствия ребенка ахсах тустахбыт. И вы камера улахан нагуларида, коллаборите билеген, сети до Казахстана было турар. События контроллер идет очень быстрая, разными способами смена поколений. Коллаборы бубиги поколения будет уже таксонерер. Таксонерер, он на самое поколение келерегер биги септах именно реформа бухитынан барар булас сетемегар биге олук оксок бутынады. Ол переходный период он ол четвер боланы биге сразу с момента официальной публикации. Киллер бипит четвер ордук болы эбиттеме ханага каллем. Оны ухаппак кеңаппакка отчогона боланы биге билеген олорор. Салалтабыт сразу ИО болы тихан баран тухайдахту овсенен наха улахан туаққа барық бұтки ханыбын, конфликтный ситуацияға. Уруккулары баллар, саңалары баллар, бұлас структурата иккидек тайбәңне хылжар, қазір главалар соғықтар, қазір главалар саңалар, змеевыды закона.
сокон главаларын этебин. Вот ол барытыга бигине монополст полная хаос кетебен кибиге. Кимнәре бүгін быйыл талабыт кимнәре халан халалар тем более представительные органы власти талылары бахарар. Главалар кайдагылары. Представляете, кайдакта курдук улустарга конфликтная ситуация ёскөгай. Депутат былағы бастан талыга ол депутатская булач болана главаны бахарар. При нашей этой реальности, это гадало, бара аймах, бара это атастокор бора вот так потом тухта на халахан көн тахини, тардан кабхамид биго, олорма пусичак болан галын сеп. Олеген кирер закон кирди, но биги кини киренинна, это нексептах превентивный мерелери олыннах бутына биги гадало, оякос бутугар хатрик такас жок бутын себете. Хатрик уктан олоран. Онна бейбут оригинальный уратлар бітін, сразу оригинальный законларынан, оны жахалларынан, әрдеттен қайың оқсон, оңыстан көйіспіт бір тыгынан бұдан ұрдық болады. Это гадало не лучше ужас, лучше быстрый ужас, тем ужас без конца. Демин на телях, чамахтар. Онда тон этерки раха оқулу. Ага, манна бу осынайды кәлен оларачы, иле кәлен оларачылар бит. Кылайна ле мана халлылар. Ondan önce bu Ulyana Alexeyevna'ya bu bir hesap bilgili filmde internette olan kıtaçılar bitiler, barıktılar, maftal bu günü bilgi kapseti bir sığla horugaden oton jonga tiyette hata. Jonga tiyette hata bu emiske onun sohutçu kullanırlar sokol burayın. Onunla Ulyana Alexeyevna bir buldukça Kaytaxanan bu bilgi yine terinen preventivnay merileri evet tarafından gaytaksa kadar hatırı uktavıdı gen o vопроска баратон ilerletivi yün yün batak wan tertişi olarak tuğkulukta hiltibenge komitet tuğkanatı lebit munyağa bu gazdaşında tutulga munyağatın Birlikte ne canların baktara bilgi bu manada bugün etildi etileri insanlarına onu tedirgin kanıkpıt baraktılar maftav manan tebükçüğün.